Приветствуем вас, друзья! Это YouTube-канал Gagauzi Media. И проект Freedom Life. Freedom – это свобода, и мы начинаем проект, где слово действительно свободно. Где мнения сталкиваются, чтобы рождалась истина. Здесь нет сценариев и готовых ответов. Здесь каждый имеет право быть услышанным. Здесь мы говорим честно, открыто и без цензуры. Здесь мы обсуждаем то, о чем нельзя молчать. Freedom Life и мы его ведущие Сергей Арнаут и Екатерина Жекова. Хотелось бы поприветствовать еще раз всех гостей, которые находятся сегодня в нашей студии. Уважаемые гости, по традиции, каждому из вас сегодня будет дана возможность высказать свое мнение, реплику, конечно же, если вы этого захотите. Ну и с вашего позволения хотелось бы озвучить тему нашей сегодняшней дискуссии. А тема звучит так. Гагаузия, снова тупик или точка невозврата? Вот такое сложное название. Как нам показалось вначале, мы нашли для этой темы, но ситуация такова, что, кажется, это тупик. И, кажется, нет выхода. А может быть, есть этот выход. Сегодня давайте попробуем вместе с вами обсудить. И мы ждем, равно, наверное, как и те, которые следят за нашими эфирами, ждут каких-то конкретных решений, которые могли бы помочь развязать вот эту ситуацию. Ну и давайте познакомим вас с теми, кто сегодня в нашей студии. Александр Стояноглу, депутат парламента Республики Молдова. Добро пожаловать. Спасибо за приглашение. Да, Александр Ильич, мы давно с вами не беседовали в наших студиях Gagauzi Media, тем более. Что сегодня у нас будет такая возможность. Да, мы для этого пригласили, и спасибо вам, что приняли наше приглашение. Александр Тарнавский, депутат Народного собрания Гагаузии. Приветствуем вас. Игорь Янак, эксперт и доктор права. Спасибо вам огромное. Ната Кирилловская, гражданская активистка. Спасибо, Ната, что вы всегда принимаете наше приглашение. Также сегодня в нашей студии Денис Пынтя, гражданский активист, автор YouTube-проекта «Диванный эксперт». Добро пожаловать. Все в теме. Поэтому, Артем Железогло, приветствуем вас. Также хотелось бы поприветствовать Александру Куртьеву, студентка КГУ. Здравствуйте. Да. Приятно, когда молодежь следит за тем, что происходит, и еще пытается подключаться к обсуждениям этой темы. Ну и у нас сегодня Елена Карамид, сотрудник, наша коллега, активист, журналист. Добро пожаловать в эту студию, Елена Федоровна. Ната Чубатарь, журналист, ассистент проекта Freedom Life. Ната, мы вас рады видеть. Ну и... По традиции. По традиции, Ната да, попросим начинает, да? Нату ввести нас в тему сегодняшней беседы. Для наших зрителей только отметим еще раз, для тех, кто нас, может быть, до сих пор не смотрели, а сейчас вы к нам присоединились. Друзья, ставьте лайки, комментарии пишите под этими видео. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, для нас это важно. Ну, а следующие, Ната, вам слово. И, конечно, Ната ассистент нашего проекта, и Ната делает по нашей теме такое обзорное введение, как журналист. Пожалуйста. Спасибо. Мне очень нравится, когда Гагаузия становится центром внимания для обсуждения каких-то вещей, связанных с культурой, с традициями, с чем-то хорошим, с чем-то прекрасным, чем можно похвастать. Мне очень нравится, когда Гагаузию обсуждают с точки зрения ее достижений, с точки зрения ее людей, потому что у нас есть прекрасные люди, талантливые. Мне нравится, когда о Гагаузии говорят так, что, наблюдая, читая, слушая новости, репортажи, можно гордиться тем, что ты гагауз и живешь в Гагаузии. Но мне очень не нравится то, что происходит в Гагаузии в последние, ну, скажем так, как минимум полгода. А если говорить более объемно, то последние 3 года, и мы все знаем, с чем это связано. Зашли ли мы в тупик? Сложно сейчас сказать. Для меня, как для журналиста, как для наблюдателя, как для человека, которому не безразлично вообще все, что происходит в Гагаузии, я бы не сказала, что точка невозврата пройдена, но мое мнение, в котором я пока твердо убеждена, Гагаузия не хочет решить проблему, в которой мы находимся. Именно Гагаузия не хочет прилагать должных усилий для того, чтобы нашелся тот самый пресловутый компромисс, о котором они говорят. Они, я имею в виду протестное большинство в Народном собрании. Как говорится, спикера Константинова нет, но дело его живет. То есть я не вижу каких-то конструктивных путей
решения проблемы затянувшегося кризиса в Гагаузии, при том составе Народного собрания, который сейчас есть, который не хочет уходить в отставку, который затягивает все процессы, которые могли бы как-то повлиять на решение этой системной проблемы, этой кризисной проблемы. И давайте я не буду делать выводы, потому что у нас сегодня 3 мега крутых эксперта, которые могут нам дать ответ, наверное, подсказать, действительно, имеет ли шансы Гагаузия выйти из кризиса, или мы действительно в тупике, после которого, как нас уже 3 года пытается пугать прошоровское большинство, у Гагаузии кто-то хочет отнять автономию, и действительно ли мы к этому идем, и если мы к этому идем, то кто ее хочет отнять? Некий воображаемый враг, который сидит в Кишиневе, либо люди, живущие в Гагаузии, которые делают все, чтобы эта проблема не была решена. Давайте мы об этом сегодня поговорим. Спасибо. Вот за это вам и спасибо. Да? Такое хорошее направление определила НАТО. Ну и следующий, кому мы предоставляем слово? Наш эксперт, господин Янак. Эксперт в студии Игорь Янак. Игорь, мы вас также попросим 2 минуты такого обзорного вашего мнения по теме, которую мы обозначаем для этой дискуссии. Да. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые телезрители. Я думаю, что главная проблема текущего кризиса – это эрозия правовой культуры, когда решения принимаются в нарушении процедур, которые установлены Конституцией, уложением Гагаузии, а также положениями действующего законодательства. Кроме того, это когда правовое поле перестает быть инструментом для урегулирования соответствующей проблемной ситуации и переходит, так скажем, в поле битвы. Что касается правового тупика или, так скажем, ситуации, которая связана вот с этим политическим кризисом, я думаю, что здесь мы дошли как бы до точки, да, невозврата, но еще не перешли точку невозврата. На сегодняшний день мы имеем, скорее всего, диаметрально противоположные мнения. Дело в том, что стороны и региональной власти, и Кишинев ссылаются на разные нормы права, и в связи с этим, естественно, диаметрально противоположные мнения. Если говорить о точке невозврата, точка невозврата, скорее всего, будет тогда, когда уже закон перестанет быть арбитром, и мы перейдем к так называемой уличной демократии, или будет иметь место жесткое административное давление, естественно, со стороны центра. Я думаю, что пока есть еще возможность установить соответствующий, так скажем, диалог, Гагаузия нуждается на сегодняшний день в конструктивном диалоге. Гагаузия должна строить не стены, а мост с двухсторонним движением. Игорь, маленькое уточнение, простите, скажите, вы говорите, что пока еще есть время, а можете сказать, пока это до кудова? До какого дня, до какого года? До 7 июля, до того момента, пока Конституционный суд не примет окончательное решение. Спасибо. После уже принятия окончательного решения Конституционным судом, я думаю, что уже будет своеобразная точка невозврата, будут уже использованы административные ресурсы. Александр Ильич, следующий вопрос хотелось бы адресовать вам. На ваш взгляд, есть ли системный кризис между Камратом и Кишиневым? Если есть, то в чем он выражается? Еще раз добрый день. Спасибо за приглашение. Я хотел бы начать или продолжить ту ноту позитивную, с которой начала госпожа Ната. О том, что у нас действительно есть потенциал у региона, у нас есть вещи, которыми мы можем гордиться. И которые могли бы нас определять как гагаузов. Я хочу вам рассказать такую вначале небольшую бытовую историю, которая со мной происходит практически каждую неделю, но на этой неделе в один день я был в одном государственном учреждении там, и ко мне подошел один человек и начал рассказывать о том, что он молдаванин, что он 30 лет последний прожил в Соединенных Штатах Америки, и в Америке он от многих людей услышал о том, что есть в Молдове некие гагаузы, которые имеют просто замечательную кухню, традицию.
Ну, он пытался убедить своих собеседников, что молдавская кухня на самом деле не хуже. Рассказывал о мамалыге, а те говорят, доставьте свою мамалыгу. Мы как бы вот... И через 30 лет, когда он приехал сюда, первое, что он сделал, он нашел ресторан с гагаузской кухней. Говорит, она действительно его потрясла. Ну и вывод был такой, вы знаете, вы потомки великой тюркской цивилизации, у которой есть свои традиции, свои некие устои, да, и это то, чем мы действительно можем гордиться. В тот же день я зашел в несколько аптек, хотел приобрести один препарат. Вот. И в каждой аптеке мне говорили о том, что это какой-то очень дефицитный препарат, там, и его сложно, в общем-то, найти. Вот. Ну, в очередную аптеку, когда я зашел, там мне фармацевт объяснил, что этот препарат есть заменитель, там, и можно его там приобрести там, вот в таком-то там. Ну, меня это очень заинтересовало, я начал спрашивать, кто производитель этого препарата, это европейцы, там, американцы, мне говорят, нет, это наши. Ну, у меня есть определенный резерв к нашим производителям. Витафарм, наверное, да, оказался. фармацевтической продукции. Говорю, ну, вы знаете, я не хотел бы покупать наши, все-таки там. Он говорит, да нет, берите, это самое лучшее. Они меня начинают убеждать, это самое лучшее. Говорю, а кто же такие там препараты производит? И вдруг мне говорят, это производит Камрад. Вы знаете, в этот момент был я полон вдохновения, что вот люди в Камраде, люди в Кишиневе так хорошо отзываются о Камраде. В целом отзываются хорошо о Гагаузии. Но я вам хочу сказать, что эти вещи мы последние годы стали терять. Терять почему? Потому что мы потеряли свое место вот в этом нашем молдавском пространстве. Мы потеряли ориентиры нашего развития. Мы сосредоточились на вещах, которые, в общем-то, не представляют никакой ценности. И это самая большая проблема, с которой мы сейчас столкнулись. Переходя сегодня к нашей теме. Да, безусловно, существует системный кризис, и он существует не первый год. Он просто сейчас дошел до определенной стадии, да, разрешения этого вопроса. И мы все знаем, с чем связан этот системный кризис, потому что и в этом я бы не хотел винить только Камрад. В этом виноват и Кишинев в определенной, потому что политика, которая проводилась последние несколько лет, была где-то связана или направлена на изоляцию Камрада от процессов, которые происходят в стране. Я всегда продвигал идею, продвигал политику интеграции гагаузского общества, Гагаузии в общемолдавское пространство. Я всегда продвигал идею развития Гагаузии вместе с нашей страной, потому что у нас просто другого варианта развития нет. Не могу сказать, что всегда находил понимание в этом вопросе, но я знаю точно, что при наличии доброй воли, при наличии здравого смысла и рационального подхода можно всегда найти решение. Даже в той ситуации, которая сегодня есть. Не бывает нерешаемых ситуаций. Бывают только люди, которые способны на дискуссии, на диалог, и бывают люди, которые этого не приемлют. Вот мы теперь этот элемент или этот этап должны пройти. Я убежден, что даже сегодня ситуации, когда принимались несколько противоречивых решений на уровне Народного собрания, связанные с датой выборов, связанные с формированием Центральной избирательной комиссии Гагаузии, можно найти решение, можно продвигаться вперед, и можно развиваться вместе с нашей страной. Александр Ильич, спасибо. А теперь смотрите, то есть, да, хороший такой задел, мне кажется, этой дискуссии. Давайте поговорим на фоне того, что многих нас разочаровывает, да, в последнее время. Давайте поговорим, спасибо, Ната, за то, что такое хорошее начало, и о добром, который действительно является, возможно, главной составляющей для любого народа, и гагаузский народ не исключение. У нас есть очень много вещей, которые могут радовать. И бизнес, ну, один бизнес назвал сейчас Александр Ильич, но есть очень много бизнес-проектов, которые работают в Гагаузии, тоже приносят много радости и гордости за Гагаузию и за Молдову, собственно говоря. Но вот так получилось, что на повестке дня, на самой поверхности долгое время находятся или обсуждаются те моменты, которые наносят крайне негативное впечатление, вернее, не наносят, а наносят вред имиджу автономии, это однозначно, но и носят в себе крайне негативное впечатление, которое формируется у людей, которые наблюдают за этим. И мне, точно так же, как вам, ваши друзья,
каждому, наверное, что-то говорят, каждый раз спрашивают, ну что вы там не можете никак определиться, ну почему вы не можете никак подружиться с Кишиневым? И такие вопросы тоже мне задают. Александр Георгиевич, я дальше хочу передать слово вам и попросить вас ответить вот на какой вопрос. Мы с вами, вот вы очень часто бываете в наших студиях, потому что вы самый доступный для журналистов депутат Народного собрания Гагаузии, который дает комментарии по тем вопросам, которые обсуждаются, либо не обсуждаются в НСГ. И мы с вами на разных платформах, площадках говорили о том, что это кризис институциональный, потом мы назвали его кризисом политическим, потом мы его назвали кризисом юридическим. Скажите мне, пожалуйста, у нас сейчас на этом этапе, когда уже мы все устали от этого кризиса, от этой тупиковости, еще как называется этот кризис сейчас? Все вот эти, которые я назвала, или все это вместе один большой кризис, который носит уже какое-то другое название? Дайте определение этому и охарактеризуйте, пожалуйста, как депутат, который находитесь внутри того самого органа, который обязан распустить этот узел. Я тоже хочу поблагодарить вас за приглашение, за возможность, во-первых, и повидаться с Александровичем. Мне очень приятно. Вот здесь повидались, да? Да, мне очень приятно Здорово. будет услышать мнение человека, который представляет Гагаузию на национальном уровне и понимает, что такое государственный интерес, и в то же время понимает место гагаузской автономии в унитарном государстве. Но вначале тоже чуть-чуть я хочу в отступление, потому что сказали про Витофарм. Действительно, я попрошу ту команду, которая занимается вот этим проектом журналистским, может быть, действительно вам одну из передач посвятить бизнесу, успехам бизнеса, потому что, Витофарм упомянули, это экспортер, на мировом уровне производят биологически активные добавки. В Камрате недавно открылось производство из целлюлозы, то есть мы уже салфетки имеем, которые производятся в Камрате. Есть очень много примеров даже в селах, когда хорека, гостиничный бизнес или ресторанный бизнес достиг такого уровня, что в Кишиневе люди хотят поехать и почувствовать вот этот вкус и это качество обслуживания. Поэтому есть очень хорошие... Наши дети занимают первые места на олимпиадах, Да. включая международные олимпиады. Поэтому есть очень много вещей, которыми, спасибо Нате, действительно можно гордиться и не говорить только о выборах. Теперь возвращаясь на Хорошо, круги, так и хочется продолжить эту тему. на круги своя, да. Но у вас название сегодня передачи такое какое-то безысходное, и точка невозврата. Примите, пожалуйста, это, да, вот Ната подсказывает, примите, пожалуйста, это за какие-то реальные ощущения, которые спровоцировали такое название. Поверьте, не хочется говорить о точке невозврата, но как будто, может быть, важно об этом сказать, чтобы еще как-то что-то осознали, как минимум до 7 июля, как сказал нам господин Янак в студии. У нас будет возможность нас переубедить. Да, я все-таки думаю, что в вашем названии в конце троеточие, да, то есть это как бы к размышлению больше, не утверждение, а вопрос. Да? Мы прямо сейчас ставим эти на самом троеточия. деле. Убедили, да. Давайте. В этом кризисе на самом деле кризис же не только с негативной точки зрения воспринимается, но и может дать возможность увидеть что-то хорошее, увидеть новые возможности. Я, например, в этом кризисе увидел это. Почему? Потому что с 2024 года руководство страны не встречалось с руководством Гагаузии, но как раз этот кризис провоцировал встречу на уровне президента Республики Молдова, встречу на уровне президента Республики Молдова и президента Турции. И про Гагаузию заговорили на международном уровне. И президент Республики Молдова сумела посадить за один стол переговоров Камрат и Кишинев. И было очень важное достижение, был создан этот компромиссный документ, который, по моему мнению, полностью отвечает не просто действующему законодательству, а наоборот, даже укрепляет те положения, которые есть в законе об особом правовом статусе Гагаузии. Я старался своим слушателям, читателям, я тоже веду свой канал, буквально по словам, очень доступным языком объяснить, что вас обманывают, вами манипулируют. Действительно, это компромисс, это достижение, и это может стать шагом для разрешения того кризиса, который есть. И очень обидно, что в 2026 году уже 10 лет прошло, когда в Авдарме было уникальное выездное заседание правительства Республики Молдова. И нам казалось, что это станет каким-то прорывом на самом деле, когда Кишинев приехал сюда, и были очень приняты важные решения в интересах людей.
И были осуществлены очень важные национальные инвестиции в гагаузскую автономию. И очень жаль, что мы вот эти 10 лет вместо того, чтобы развить этот успех, вот пришли к тому, когда говорим о том, что между Камратом и Кишиневым системный кризис. Что нужно для его разрешения? Вот тот компромисс, к которому пришел Камрат и Кишинев, это должно быть стать ключиком, это должно стать первым шагом для того, чтобы наши отношения развивались на совсем другом уровне. И тут самое время предоставить слово Александру Митчу снова для того, чтобы попросить вас, господин Стояноглу, скажите нам, пожалуйста, вот об этом документе. Вот на таком простом языке, для того, чтобы всем было, потому что вы в составе рабочей группы были, нам никак не удалось, мы только единственные... Да нет, Коса не был в составе рабочей группы, да? То есть мы пытались... Косы не было, да. Да, мы пытались пригласить членов рабочей группы на наши проекты Гагауз Медиа, но никого не удалось убедить. Поэтому вы нам, пожалуйста, скажите об этом документе, вот расскажите, почему он был таким спасательным, как его многие называли, и, если можно, чуть как он создавался. Хорошо. Значит, здесь есть целый ряд юридических и политических аспектов. Для того, чтобы понимать эту тему, все надо исходить из того, что согласно закону о правовом статусе Гагаузии, управление Гагаузии осуществляется на основании Конституции, закона о правовом статусе Гагаузии, закона в Республике Молдова, за исключением положений, которые есть в законе о правовом статусе Гагаузии, уложения Гагаузии и нормативных актов, не противоречащих им. То есть, если мы берем иерархию законов, то получается, что законы, принятые в Гагаузии, в том числе и уложения, не должны противоречить законодательству Республики Молдова. За теми исключениями, которые предусмотрены в законе о правовом статусе Гагаузии. Теперь, что это означает? Если рассматривать это в контексте избирательной системы, да, то Конституция страны, на которую мы очень часто ссылаемся, в разделе полномочия парламента, который предусматривает принятие законов, регламентирует, что избирательная система страны регламентируется принятием органического закона. То есть все, что связано с избирательной системой, это исключительная компетенция парламента и Республики Молдова. Исключительно. Исключительно, да. Теперь, есть некие исключения, которые предусмотрены в законе о правовом статусе Гагаузии. Все, что касается формирования народного собрания, как избираются у нас депутаты, ценз депутатский, как они представлены территориально, да, это описано в соответствующих статьях. Все, что касается компетенции, там в статье 12 предусмотрено, что компетенция народного собрания сводится только к 4 позициям. Назначение, организация и проведение выборов. И формирование Центральной избирательной комиссии. Собственно, вот эти 4 момента – это компетенция Гагаузии. Все остальное – это компетенция Республики Молдова. Еще раз перечислите их, пожалуйста. Это Значит, очень важно. назначение, организация, проведение выборов и формирование Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Вот это 4 полномочия связаны с проведением. Все остальное, все, что связано с избирательными процессами, избирательной системой, это регламентируется органическим законом. Органические законы принимаются парламентом страны. Теперь, у нас в этом смысле очень много демагогии. И все, что у нас вообще произошло, это следствие 2 вещей. Первое – это, скажем, недобросовестное толкование или интерпретация законов. И второе – это просто отсутствие доброй воли. Так вот, либо, скажем так, либо так, чрезмерная политизация этих процессов. Так вот, когда я говорю о неправильном толковании законов, я имею в виду прежде всего моменты, связанные с законом или избирательным кодексом Гагаузии. Такой кодекс действительно был принят в 2015 году, и он был просто скопирован. Почему? Потому что с республиканского избирательного кодекса. Это хорошо? В 23-м... Ну, я хочу вам сказать, что вы понимали, законодательный процесс – это очень сложный процесс. И он предполагает не только процедуру принятия закона, он предполагает целый ряд действий, связанных с подготовкой, с институциональной базой. Да? То есть для этого у нас должны быть
люди в структурах власти, да, которые понимают эти процессы, которые собирают информацию, которые анализируют, которые встречаются с специалистами. Да, и на основании всех вот этих наработок принимается какой-то закон. По большому счету, закон избирательного кодекса Гагаузии должен был регламентировать только вот эти 4 позиции. 4 позиции. Все остальные позиции, да, мы должны, все, что связано с контролем, надзором за избирательным процессом, это компетенция Центральной избирательной комиссии страны. И в этом смысле мы должны, если мы говорим языком юридическим, но надо понимать, что в этом процессе есть и политические аспекты. И они сводятся к тому, что положения, которые были заложены туда, в закон о правовом статусе Гагаузии в 1994 году, они носили не только юридический, но и политический характер. В этом смысле и у Кишинева, и Камрата должна быть какая-то институциональная память, потому что без этого не может просто быть развития. Проще всего взять сегодня это аннулировать, но это не будет правильно. Почему? Потому что в 1994 году, когда принимался закон в таком варианте, там, это было тоже некое компромиссное решение. И понятно, что не все позиции положения закона носили конституционный характер. Но тем не менее, они на том этапе решали проблему, с которой столкнулось молдавское общество. Сепаратистские настроения определенно, да, и политическая воля политических сил страны, желание молдавского народа там, решить этот вопрос мирным путем и создание, собственно говоря, автономии, в котором без сомнения были положения, которые не совсем вписывались в конституционном поле того периода, но это были некие политические компромиссы. С моей точки зрения, они должны быть сохранены. Почему? Потому что это не только обязательства перед автономией, это некие международные обязательства, да, которые демонстрировали зрелость молдавской политической элиты, да, для принятия такого решения. Это одна сторона вопроса. И вторая, у нас на территории страны есть неразрешенный конфликт. И пример Гагаузии должен в этом смысле для них быть моделью. Моделью для формирования, для разработки, для принятия автономии. Потому что у нас есть закон о правовом статусе Приднестровья, принятый еще в 2000... В каком? 15-м, да? Нет, не 15-м, Раньше намного раньше. Быть, это было да. в период партии коммунистов. Это Я это знаю точно, да. может Да, быть. 3-4. Да. Мне кажется. Но этот закон сегодня не работает. Там есть основные моменты, которые там вот мы пытаемся на определенных этапах их где-то там вспоминать, озвучивать. Но тем не менее, они не имеют прямого воздействия на ситуацию, которая происходит в Приднестровье. Вот. Реализация закона о правовом статусе Гагаузии на примере Гагаузии должна, еще раз говорю, быть примером для Приднестровья. Но сейчас уже нам не до примеров, нам бы разобраться Сейчас, да. с тем, Теперь что у нас сегодня? Мы возвращаемся к тому, я просто посчитал нужным сказать о некоторых базовых вещах, потому что без них непонятно, что происходит, для чего это делается. Решение, которое было принято в рамках группы, я сразу хочу сказать, что я не просился в эту группу. Меня попросили и сослались на то, что эта просьба была председателя парламента, чтобы я участвовал в работе этой группы. И я всегда участвую в процессах, которые могли бы способствовать развитию Гагаузии, могли бы способствовать стабилизации ситуации. Поэтому я считал свое присутствие там нормальным абсолютно явлением. Эта комиссия была, насколько вы помните, знаете, образована по инициативе президента. Я считаю, что это очень хороший был месседж политический, потому что к этому этапу, да, собственно, вся эта проблема зашла в определенный тупик. Да. Вот. Президент взяла на себя ответственность, вот, и инициировала эту группу. Она на паритетных началах, да, состояла из депутатов парламента, из представителей государственных учреждений, ответственных за избирательные процессы, я имею в виду Центральную избирательную комиссию, и из депутатского корпуса из Гагаузии. А я хочу вам сказать, человек? Их было 5 человек, они представляли, насколько я понимаю, все основные политические формирования. Я хочу сказать, что гагаузские депутаты придерживались очень конструктивной позиции. Да, зачастую там были какие-то чрезмерные требования, но во всяком случае это не была такая позиция, там, уступок там, или там нет. Они пытались или доказывали там свое.
Но в конечном итоге было принято вот это компромиссное решение, которое с точки зрения всей этой комиссии, и кишиневской, и камрадской стороны, позволило бы нам преодолеть вот этот политический кризис. А В чем раскройте, он пожалуйста, заключается? детали, извините, вот просто уточнение. Раскройте детали. Вот какая атмосфера была? Конфликтности? Потому что мы даже не знаем до конца, кто члены этой группы. Мы только знаем, что там Орман же был, господин Лейчо. А кто еще был со стороны Народного Значит, я собрания? не думаю, что это представляет какой-то секрет. Если я назову всех, Ну, конечно. был Иван Димитрова, Мгм. руководитель фракции партии социалистов. Социалистов. Да, был Александр Дюльгер, Да. да, председатель юридической комиссии. Так, Лейчо, Демьян Орман же, Карасини. и господин Карасини. Карасень. Да, Демьян Карасини. И был руководитель Центрального избирательного совета или комиссии Гагаузии. Это как бы уже такие детали, которыми господин Захария, Захария, по-моему, да. его фамилия. Юрист Народного собрания. Как вы. Да, гагаузские депутаты пришли со своим проектом решения. Кишиневская сторона пришла со своим проектом решения. После дискуссий, там, обсуждения, эти обсуждения там длились часами. Да. Да, это были очень такие рабочие, конструктивные. Я хочу сказать, что депутаты Народного собрания там имели достаточно профессиональную позицию. И И это что меня в этом смысле приятно удивило. И более того, не только профессиональную, но и государственную. Они понимали, что нам надо преодолеть этот кризис. Поэтому я не могу сказать, что они согласились со всем. Да, они просто... В чем была загвоздка? Загвоздка была, что каждый пытался продвинуть свою модель решения. При том, что разногласий там по принципиальным позициям не Не было. было. Все разногласия, собственно, все разногласия сводились, как называется наш Циклицис. избирательный орган, да, что, на мой взгляд, абсолютно несерьезно. И Да. Александр Григорьевич Тарнавский тоже об этом говорит. Нет, что это несерьезно. посмотрите, пожалуйста, когда у избирательного органа, независимо как он называется, да, сохраняются полномочия, сохраняются функции, да, то как он будет называться, это, по-моему, даже вопрос не второй, а третий. Да, это, собственно, не очень-то важно. Если мы просто пытаемся этот процесс разрушить, там, нарушить, да, то тогда мы можем цепляться за такие да. вещи. Но мы тогда выглядим просто несерьезными людьми. Я всегда хотел, чтобы позиция наша была максимально аргументирована, чтобы она соответствовала законодательству, чтобы она соответствовала здравому смыслу. Потому что когда мы представляем некие нелепые вещи, мы просто выглядим там несерьезными людьми. Согласна. Так вот, в этом случае, в этом смысле, хочу сказать, что все депутаты Народного собрания придерживались конструктивной позиции. И решение, которое было принято, я тут абсолютно согласен с Александром Григорьевичем, оно абсолютно приемлемое. Оно не нарушает интересы, права гагаузской автономии, но оно позволяет преодолеть ту проблему, тот кризис, с которым мы столкнулись. А это три позиции. Первое. Нам надо провести выборы. Да, потому что мандат депутатов Народного собрания истек еще полгода тому назад. Второе. Выборы должны быть проведены органами Гагаузии. Да, и эта проблема тоже решалась. И третье. Выборы должны проходить в условиях честной конкуренции. Без электоральной коррупции, без, скажем, там, коррумпированной демократии, которая у нас присутствовала. Это абсолютно приемлемые варианты. С этим все согласились. Вот исходя из вот этих трех основных позиций и выстраивался этот документ. Чем он не устроил потом депутатам Народного собрания? Поговорим еще здесь сейчас, потому что мы хотим услышать и Александра Григорьевича чуть позже. Денис попросил слова. Денис, Пынтия, пожалуйста. Да. Еще раз добрый день всем. Я бы хотел задать, наверное, вопрос и депутату парламента, и депутату Народного собрания. Сейчас говорили о группе депутатов, которая поехала в Кишинев и согласовала документ, правильно? У меня вопрос. Кого представляли эти депутаты? Наверное, к вам, Александр Григорьевич. Они представляли все Народное собрание? Если они не представляли все Народное собрание, тогда зачем поехало только 5 человек? Лучше тогда поехало все Народное собрание и согласовывали. Потому что, когда приехали они сюда с согласительным документом, у других депутатов появился еще один вариант. Смысл тогда поездки и проведения там столько часов работы, согласовывать документ, если
они не представляли все народное собрание. Почему так Хороший вопрос. произошло? Ну, Да. мы сперва на мажорной ноте, да, потом перейдем, что произошло дальше. Сперва говорим о позитиве. Да, знаете, гагаузцы говорят, бир ямур, бир чамур, ямур давар, чамур давар. Ну, давайте так, да, такая жизнь, и Я говорим о том, что к тому, есть. что попросила прокомментировать Денис. Эта рабочая группа со стороны Камрата, со стороны Народного собрания, она не была формализована решением Народного собрания. То есть мы, депутаты Народного собрания, не делегировали этих конкретных людей для того, чтобы они были на этих переговорах. Но с моей точки зрения, этого и не нужно было делать, потому что в эту пятерку вошли самые репрезентативные группы, да, потому что фракция социалистов самое крупное объединение в Народном собрании. Господин Лейчо, господин Ормандж – это руководство Народного собрания, и в том числе и руководство неформального большинства, которое есть в Народном собрании. А Демьян Николаевич Карасини имеет группу сторонников и плюс имеет еще опыт парламентской работы в Кишиневе. Поэтому эти люди были максимально репрезентативны. И мы даже когда с Александром Ильичем общались, насколько их политический вес, да, в Народном собрании, я сказал, что это абсолютное большинство, которое есть в нынешнем Народном собрании. То есть, по сути, за них не нужно было голосовать, потому что они представляли все Народное собрание, и когда идут рабочие процессы, очень правильно, что это небольшая группа депутатов, потому что если все поедут, то это не будет функционально, не будет эффективно. Это понятно, но вопрос Дениса, по-моему, был чуть другом тоже. Абсолютное большинство. Микрофон, Денис. Да, или абсолютное большинство, которое представляет Народное собрание, как вы сказали, поехало, согласовало документ. Что мешало вынести тогда на заседание Народного собрания и единогласно за него проголосовать, если абсолютное большинство согласовало этот документ? Попробуем на Ну и, это. кстати, после хорошо, возвращения давайте- депутатов с Кишинева их назвали предателями. Ну, Можно я... Да, я продолжу. Мы Пожалуйста. сказали, давайте мажорную закончим и перейдем Давайте. к минорам. Да? Главное, чтобы мы тут обсуждали то, что может помочь нашим жителям Гагаузской автономии понять, что происходит, почему и в чем может быть выход. Потому что выход в любом случае искать надо, и его надо найти, не просто искать. Вот сейчас дальше начинается субъективное мое личное мнение, после того, как казалось, что все, вопрос решен, и Есть документы. и на уровне есть президент, есть председатель парламента, как некие гарантии того, что люди договорились. Более того, когда две стороны находят общий язык и о чем-то договариваются, ну, даже это где-то форма приличия, да, чтобы этот документ потом был принят. А вот дальше, по моему мнению, началась политическая игра со стороны Камрата, потому что когда вот эти люди вернулись в Камрат, которые договорились о том, что будет этот документ принят и проголосован, начались какие-то необъяснимые вещи. То есть, первое, этот документ не стал предметом обсуждения постоянных комиссий. То есть, в соответствии с регламентом Народного собрания, любая законодательная инициатива, это законодательная инициатива, это нормативный документ, должна пройти через стадии обсуждения в постоянных комиссиях. Постоянная комиссия должна принять соответствующее решение, предложить президиуму включить этот вопрос в повестку дня. Должны быть проведены публичные слушания. Это первое, вот этого ничего не было сделано. То есть документ был вынесен на заседание Народного собрания, когда кворум не пришли депутаты, в нарушение всех базовых норм регламента Народного собрания. Могли ли люди об этом не знать, те, кто участвовали в рабочей группе? Я сейчас имею в виду руководство Народного собрания. Абсолютно нет, потому что это люди с богатым опытом. И более того, они пользуются инструментом, это профессиональный аппарат Народного собрания, который эти вещи могут подсказать, даже если они забыты. Но юрист был в составе Да, этой рабочей. это первый момент, который меня смутил после того, как они приехали. И второй момент, который меня смутил, руководство Народного собрания в публичном пространстве какую-то завесу таинственности над этим документом, накрыло какой-то таинственностью. То есть не было прямого отношения к обществу с разъяснением, что действительно этот компромиссный документ, вот как мы сегодня обсуждаем, полностью соответствует духу закона и прежде всего закона об особом правом то статусе есть вы Гагаузии. имеете в виду, что не было какого-то выхода Публичного обсуждения. публичного этой группы, чтобы сказать всем, что есть документы, этот документ поможет То есть установить руководство какой-то... Народного собрания обошлось общими фразами, что это компромисс, и он решает все наши проблемы. А не было посыла обществу Что найдено. постатейно, по
поаспектно, что этот документ действительно соответствует всем действующим нормам, прежде всего закону об особом правовом статусе Гагаузии. Поэтому мне вот эти два момента смутили, и мне кажется, они создали платформу для того, чтобы в гагаузском обществе появилось вот это противостояние этому документу и манипуляция обществом, что он нарушает закон об особом правовом статусе Гагаузии. А какие моменты говорят вам о том, что это политическая игра? Вот Я хотел бы спросить, вот, господин Янак, как вы думаете, может быть, есть какая-то третья сторона, которая влияет на все эти процессы и влияет на депутатов Народного собрания? Для начала, скажем так, на сегодняшний день, к большому сожалению, многие перестали воспринимать Гагаузию как автономно-территориальное образование. Если некоторые, так скажем, субъекты относятся к Гагаузии как к какому-то объекту, как к собственности, то, естественно, в этом случае они не служат интересам жителей Гагаузии, а обслуживают какие-то узкокорпоративные интересы. Понятное дело, что могут быть определенные интересы и со стороны внешних акторов. Они всегда присутствовали, когда был избирательный период в Гагаузии, не только сейчас. Другое дело, мы сегодня говорим о, так скажем, возможностях разрешения данного спора, но я хочу сказать, что депутаты Народного собрания Гагаузии должны в первую очередь руководствоваться интересами жителей Гагаузии, интересами не избирателей, а интересами всех жителей Гагаузии. Потому что за этими красивыми лозунгами, за этими политическими лозунгами, к большому сожалению, за их пределами остаются интересы людей, и на сегодняшний день остаются неразрешенными соответствующие социально-экономические проблемы. Поэтому вот этот политический кризис в большей степени неразрывно связан именно с вопросами социально-экономического развития. И, конечно же, этот кризис очень серьезно влияет на правосубъектность самой Гагаузии. Если этот кризис не будет урегулирован правовыми способами, то есть правильными способами, не будет принято правильное решение, возможно, что Гагаузия потеряет правосубъектность и в политическом плане, и в правовом плане, потому что, как бы интересно ни было, законы сами по себе не действуют. Те же самые положения, которые закреплены в Конституции Республики Молдова о правовом статусе Гагаузии, это всего лишь формальные предписания. Действуют, как правило, люди. И в данном случае, если Народное собрание Гагаузии будет и в дальнейшем проявлять определенную правовую пассивность, если Гагаузия в целом будет проявлять пассивность, то, естественно, от Гагаузии в самом лучшем случае останется определенный каркас. Господин Янак, смотрите, мы только что пытаемся, ставим на обсуждение вот ту самую работу согласительной группы, рабочей группы, которая пришла к изобретению, назовем, да, этого согласительного документа, который должен был быть спасительным для выхода из этого кризиса. В результате приходят домой, есть документ, но нет желания собраться и его продвигать. Вот мне хочется разобраться в этом. Что за этим стоит? Вы назвали это политической игрой. А в чем выражается эта политическая игра? Почему мы, как общественность, не знаем досконально от лица этих лиц, которые были в этой рабочей группе? И почему мы не можем задаться вопросом? Человек, которого только что назвал Александр Дмитриевич Димитрогла Иван, он был в рабочей группе, но его не было на заседании Народного собрания Гагаузии, если я правильно понимаю. Когда 2 июня должны были рассмотреть Всей это. фракции не было. Но не было, господина. То есть, понимаете, вот у меня возникает этот вопрос. И на этот вопрос нельзя не ответить не ответив на эти вопросы, дать какое-то определение происшедшему. Почему этот документ не стал документом для развязки этой ситуации? Вот давайте я попробую. Я завершу идею, о которой говорил Александр Григорьевич. Группа депутатов Народного собрания, она была достаточно представительна. И она представляла не только политические силы, да, для людей, которые имеют влияние на определенные политические группы, но и специфику этого процесса, избирательного процесса, потому что был председатель юридической комиссии. То есть это человек, который отвечает, собственно говоря, за... Было руководство Народного собрания, были лидеры
группа влияния, там, в данном случае вот, господин Всё Димитров. было. Поэтому, да, в этом смысле было все. Но в дискуссиях там, между прочим, да, я несколько раз улавливал такие вещи, что вот придя в Комрат, надо будет убедить всех, включая исполком Гагаузии. И я задался таким же вопросом, как и вы. А в чем, собственно, проблема? Да, самое главное, мы нашли решение из этого тупика, из этого выхода. Там. Но насколько я понял эту ситуацию, определенная группа людей очень беспокоит целый ряд вопросов, связанные, в первую очередь, с участием самих их в будущем избирательном процессе. Да, потому что их беспокоит все, что связано с Прохождением фильтра. прохождение так называемого фильтра, да. Это один момент. И второй момент. По всем этим вопросам исполком Гагаузии имеет свою позицию, свое мнение. А они участвуют так же, как и Народное собрание в формировании Центральной избирательной комиссии или совета, как мы его там называем. И они несколько раз продемонстрировали, что особого желания участвовать в этом у них нет, потому что несколько раз они не давали своих представителей, потом они дали представителей там. Вот, и у коллег из Народного собрания возникал вопрос, а вот будем формировать опять эту комиссию, там, а вдруг исполком опять своих представителей не даст. То есть это как раз то, о чем мы говорим, что есть некая другая группа интересов или другая группа, у которых есть некие интересы местечкового характера. И они связаны с интересами, прежде всего, персональными интересами этих людей. А есть ли внешнее влияние на этот процесс, на ваш взгляд? Именно на продвижение согласительного этого документа, его принятия? Давайте так. Меня в этом смысле были определенные сомнения по действиям исполкома Гагаузии. Начиная с самого периода его формирования, да, как он формировался, кто представлял этот исполком, как потом продвигался этот исполком. Вот. И волей-неволей подкрадывалась такая мысль, что, может быть, эта структура дальше продолжает управляться по этим же каким-то стандартам. Я хочу надеяться на то, что внешнего влияния уже нет. Но многие люди, которые там работают, придерживаются тех же принципов управления, которые были, в общем-то, установлены 2-3 года тому назад. То есть это удобно. Знаете, там. Поэтому почему стоял вопрос именно о исполкоме? Вот депутатов больше беспокоил вопрос не то, как Народное собрание в этой ситуации поступит, а вот какова позиция будет исполкома Гагаузии. Но если уж говорить о позициях, возникает вопрос и о позиции социалистов. Фракция, которая... Да, Ната, 2 секундочки. Фракция, которая представляет... Самая многочисленная, да, фракция в НСГ, это фракция депутатов от партии социалистов. Представитель Иван Димитрогло, который был очень активным депутатом и активно и справедливо, надо сказать, на многих заседаниях высказывал точку зрения относительно деятельности исполкома, относительно действий коллег-депутатов по принятию тех или иных документов и решений. И вдруг он работает в этой рабочей группе, но не приходит на то заседание. Это очень странно. Екатерина, я предлагаю Денису ответить на этот вопрос по поводу Почему Денису влияния ответить на третьей этот силы, вопрос? потому что мы с ним переглядываемся и понимаем, что действительно есть какая-то третья сила, которая влияет на решение депутатов Народного собрания. Поэтому... Продолжение ответа на вопрос, есть ли внешнее влияние на депутатов Народного собрания Гагаузии как минимум? Я думаю, знаете, как получается, все знают, а доказательств нет. Я думаю, что нет какого-то политического кризиса, нету кризиса у гагаузских жителей, автономии, там, с Кишиневым. Есть группа товарищей, это сугубо мое личное мнение, группа товарищей, которая сегодня захватила власть на 2-м и 3-м этаже и оттуда никак не хочет уйти. Они защищают только свои интересы и интересы своих покровителей. И я думаю, мы все это все знаем, но доказательств просто нет. Мы знаем, что сегодня продолжает, я думаю, идти финансирование. Поэтому дело не движется, компромисса не будет, пока, я думаю, центральные власти не откроют УК РМ, посмотрят, какое есть нарушение, и начнут действовать. По-другому никак мы от них не избавимся. Люди не хотят уходить,
И потому что сегодня, когда лишали автономию, полномочий там, по налоговой, по еще каким-то вопросам, никто так сильно из депутатов не возмущался, не выходили на митинги. Все сказали, ну, не очень хорошо, и ладно. А сегодня, получается, они просто понимают, что если будет фильтр, то сегодня большинство депутатов и членов исполкома уже больше никогда не займут эти места. Поэтому они защищают только свои интересы. Ну, добавить только хочу, опять же, мое личное мнение тоже. Вы говорите, никто, все знают, но нет доказательств. Ну, не совсем так, потому что есть и некоторые доказательства. Или начало тех работ, которые ведут к доказательствам. Почему? Потому что у нас нет господина Петрова здесь очень давно. А он у нас, на секундочку, заместитель Башкана был. Где он? Никто не объяснил общественности, где господин Петров. То есть мы только догадываемся, но это несерьезно. Нет некоторых депутатов, которые стали теперь... Ну, то есть мы знаем, что некоторые представители исполкома и те люди, которых представлял господин Шор, они бывали где-то в каких-то структурах у правоохранительных органов и находятся теперь, не знаю, их дела... Ведутся следствия. Мы не слышали. Это не совсем бездоказательно. То есть, смотрите, я хочу, чтобы мы с вами, когда обсуждаем то, что каждого из нас волнует, мы должны понимать, когда мы говорим, мы все понимаем, но у нас нет доказательств. Вы правы, но доказательства не мы тут в этих студиях приводим, а доказательства всегда должны приводить правоохранительные органы, у которых на это есть полномочия. И тут Александр Дмитриевич, как прокурор, никак лучше скажет, что действительно, только у правоохранительных органов и у судов есть такая компетенция выносить какие-то решения. А до этого никто не может быть обвиненным. Но мы живем в маленьком регионе, мы знаем, что происходит, и мы только одного хотим. Каждый человек принимал какое-то решение сам, когда он с кем-то заключал какие-то соглашения. Мы все, и в этой студии в первую очередь, мы хотим того, чтобы это не травмировало жизнь гагаузской автономии. И для того, чтобы это не травмировало жизнь гагаузской автономии, мы должны предлагать какие-то такие решения и требовать от тех людей, которые за это ответственны. Мой вопрос был о том, что не было господина Димитрогла, не дали ответы депутаты Народного собрания, которые были в этой рабочей группе. Действительно, получается, что решение компромиссное есть. И тут сидящих два очень уважаемых депутата в гагаузском сообществе, и господин Стояноглу, и господин Тарнавский, говорят, что есть документ, который вполне мог бы быть приемлемым, но его не приняли. Он не принят, и вряд ли к нему вернуться, я правильно говорю? К этому документу. А в этом Еще два варианта есть. Уберите оттуда фильтр депутатов, кандидатов в депутатов. С документа этого с этого убрать. документа. И я думаю, завтра все депутаты соберутся и проголосуют Членов. единогласно. В этом документе на самом деле ни о каких фильтрах не говорится. В этом документе говорится только о преодолении тех проблем или тех вопросов, по которым не было общего видения или понимания. То есть речь идет о названии избирательной комиссии или избирательного органа Гагаузии. Да. Да, речь идет о прямом применении по некоторым моментам избирательного кодекса Республики Молдова. А и это там абсолютно законно и обоснованно, Но там потому есть что фильтр, не Александр Дмитриевич. могут депутаты районного уровня проходить этот фильтр, а гагаузские депутаты его не проходить. Тем более, что этот фильтр не предполагает каких-то там каких-то решений. Я думаю, абсолютно нормально. Если человек не был вовлечен в электоральную коррупцию, если человек не участвовал в незаконном финансировании политической кампании или каких-то этих, у него нет никакой угрозы, никакой боязни о том, что он не сможет участвовать. Более того, это подтвердили представители Центральной избирательной комиссии, что депутаты или кандидаты в депутаты не будут преследоваться по критериям, какой партии, по партийным критериям. Ну, кто-то был когда-то там в какой-то партии аффилированный Шором, но не был вовлечен в финансовые какие-то сделки. Или в этот, пожалуйста, пусть участвует в выборах. Об этом четко было обозначено в рамках вот этих дискуссий. Да? Вот я хочу добавить. Вот смотрите, вы сказали, если депутат Народного собрания ни в чем не замешан, он чист, он не переживает. Поэтому я предлагаю собрать все Народное собрание, поставить этот вопрос на поименное голосование, и мы будем видеть, кто замешан, кто не замешан. Кто будет голосовать против этого согласительного документа, значит, есть что скрывать, и он боится этого фильтра. Все очень просто. Предложение конкретное. Ната, вам слово, а затем Елена Федоровна У Каранит. меня есть два нюанса, которые я хочу добавить. Значит, люди, которые читают мои посты, они иногда часто пишут мне в приват, что я слишком часто ругаю Гагаузию, гагаузскую власть.
я всегда критикую, я всегда пишу, что у нас все плохо. Плохо с нашей региональной властью, с исполкомом, с народным собранием. Объясню, почему. То есть, потому что я здесь живу, мне болит, мне не все равно, и потому что я имею право ругать эту власть как житель этого региона. Когда на Гагаузию кто-то осуществляет нападки извне, я первый человек, который говорит: подождите, вы тут не живете, вы не можете так говорить. То есть это неправда, что я всегда ругаю, но вот сейчас переходим ко второму нюансу. Почему я вначале сказала, что мое убеждение основано на том, что я вижу это так, что Гагаузия не хочет решать проблему. Почему я говорю, что да, я согласна и с теми, кто говорит, что виноват Кишинев, и как бы потому что ПАС мне ничего не платит. Я могу критиковать и ПАС, хотя мне всегда первый вопрос, второй после критики, сколько тебе платит ПАС. Нисколько он мне не платит. Вопрос в том, что у меня тоже есть много претензий к правящей власти, но меня волнует то, что здесь. И когда я говорю, что Гагаузия не хочет решать, я основываюсь на том, что вот мы все здесь, да, практически большинство Гагаузии. А мне в детстве бабушка так говорила, когда я жаловалась, что вот какие-то конфликтные ситуации в школе или где-то с друзьями, она мне всегда говорила: «Илькин бак кендина». Это очень просто и правильно. Ты сначала посмотри на себя, что ты сделала для того, чтобы в этой истории вот произошел конфликт или для того, чтобы его нельзя было решить. И точно такую же модель я применяю к Народному собранию, к исполкому, к людям, от которых зависит наша жизнь. И я вижу, что у этих людей действительно нет желания решить, в каких целях, в чьих интересах. Мы можем предполагать, мы можем много обвинений здесь выдвинуть. Они могут быть справедливыми, могут быть голословными, тем не менее, результат один. И поскольку здесь много раз звучало слово «компромиссный вариант», люди с точки зрения обывательства воспринимают компромисс как что-то позитивное. Ну да. Да, но с точки зрения управления психологией компромисс – это проигрышная позиция для обеих сторон. Почему? Потому что каждая сторона в чем-то уступает. Ни одна сторона не остается на той позиции, на которой была изначально. Так вот, у меня вопрос, наверное, к депутату парламента. В чем это компромиссное решение, которое заставило и ту сторону сделать уступки, правильно? И эту сторону сделать уступки. В чем это решение? Я уверена, что 90% рядовых жителей Гагаузии до сих пор не понимают, что такое компромиссный документ, который был принят и который ни к чему не привел, за который не захотели приходить голосовать депутаты, которые, как все уже стало шуткой, пили кофе, наблюдая за тем, как идет это заседание. Да? И вот возьмем, отбросим в сторону, что я журналист, аналитик, что я все это знаю изнутри. Вот я, как человек, просто смотрящий на происходящее, житель Гагаузии, хочу понять, что мешает. Что уступили? Вы это хотите понять? Да. Что уступили одни, что уступил парламент, что уступило Народное собрание, и почему после этих уступок они все равно не могут найти решение. Александр Ильич, откройте, пожалуйста, завесу. Что уступали депутаты Народного собрания? И у одной и второй стороны была одна или две задачи. Первое – провести все-таки выборы, потому что затягивание этого просто приводит ситуацию еще больше тупик. И второе – провести это по правилам, которые существуют в Республике Молдова с учетом положения закона о правовом статусе Гагаузии. Тоже принципиальный достаточный момент. И третье, главное, что выборы были проведены властями Гагаузии. Почему? Потому что доведение этой ситуации до тупика приведет к другой развязке или абсолютно к другому правовому регулированию этого процесса. Для нас мы очень часто говорим о полномочиях. На самом деле, поверьте мне, никто не понимает, о чем он говорит. Потому что у нас, собственно говоря, полномочий нет. Одно из редких наших полномочий. Почему? Потому что полномочия – это вещь, которая приобретается. Мы можем иметь теоретически какое-то полномочие, но мы его должны приобрести и на законодательном уровне, на институциональном уровне и так далее. Да? Вот проведение выборов региональных структурами власти Гагаузии – это одно из наших редких полномочий. Полномочия, которые уже были реализованы, потому что мы эти выборы проводили уже несколько раз.
И для нас, для Гагаузии, очень важно, чтобы эти выборы сохранились за нами. Потому что дальнейший виток напряженности приведет, или градус напряжения, приведет к тому, что выборы будут проводить Центральная избирательная комиссия страны. Почему? Потому что сейчас в Конституционном суде находится представление, в котором авторы представления просят разъяснить, что делать дальше в случае, если не будут проведены выборы в Народное собрание Гагаузии. Ну и логично, да, выборы же должны провести в конце концов, потому что никто не собирается, не будет аннулировать закон о правовом статусе Гагаузии. Но закон предполагает, что в Гагаузии существует представительная и исполнительная власть. Так вот, как эту представительную власть избрать с учетом тех положений, которые есть? И я хочу вам сказать, что в этом плане меня приятно удивил президент страны, который сказал: я хочу, чтобы выборы провели гагаузы, чтобы выборы провела Гагаузия. Я не просто поддерживаю это, да, я считаю, что это абсолютно нормальное положение вещей. И, собственно, вот это нам позволило эту ситуацию таким образом затянуть. Теперь на какой компромисс, отвечаю на ваш вопрос, да, потому что он многоступенчатый такой, на какой компромисс пошла, допустим, Гагаузия. Мы согласились, чтобы наш орган все-таки назывался через дробь. Избирательная комиссия, избирательный совет. Еще раз говорю, мне показалось совершенно неуместным, смешным, но тем не менее это было одним из таких принципиальных требований. И оно из чего исходило? Оно исходило из того, что в законе о правовом статусе Гагаузии именно так называется эта комиссия, Центральная избирательная комиссия, поэтому никто не менял закон и, собственно, и не должны его менять. Поэтому пусть меняет избирательный кодекс страны, и вот вносят туда, что не совет, а комиссия. Говорит, ребят, просто несерьезно. Почему? Потому что если даже теоретически допустить, что с такой инициативой выходит кто-то из депутатов парламента, в Кишиневе в парламенте будут такие дискуссии, которые нам аукнутся еще по многим-многим другим вопросам. Потому что наше поведение, вот этот процесс, особенно последние 8 месяцев, когда вот этот избирательный процесс никак не продвигается, когда мы наступаем на одни и те же грабли, мы принимаем решение о создании избирательной комиссии, его приостанавливают, а мы через 2 недели принимаем опять такое же решение. То есть это какая-то вообще нелепая ситуация. Да. Так вот, Это был один компромисс. Это был один компромисс. Были компромиссы в плане, кто признает итоги выборов. Согласно избирательному кодексу страны, который регламентирует в том числе проведение региональных выборов, решение о результате признания выборов принимается избирательной комиссией, или в данном случае избирательным советом. По нашему закону это решение принадлежит апелляционной палате Камрата. Я говорю, окей, апелляционная Камрата, пусть оно так будет. По законодательству страны избирательная комиссия, возрастной ценз предполагает, что кандидатом в депутаты может быть человек, достигший 18 лет. По закону о правовом статусе Гагаузии 21. Они согласились. Пожалуйста, пусть будет 21. И так далее. То есть целый ряд положений. Для нас, и это нашло отражение в этом компромиссном документе, важно было что сделать? Провести выборы, и чтобы эти выборы были проведены согласно закону о правовом статусе. Собственно говоря, ничего существенного в компромиссах. Да, можно я закончу? Да. Тогда мы все можем здесь единогласно сойтись во мнении, что единственная причина, по которой эти выборы до сих пор не состоялись, это только то, что наше Народное собрание не хочет согласиться на факт проверки, рейтинга, назови как хочешь. Единственная причина, почему они не хотят и почему до сих пор с 2023 года не было приведено местное законодательство избирательное в соответствии с центральным. Это загвоздка. То есть мы понимаем, и у меня сомнения на этот счет отпали абсолютно после того, как произошел тот так называемый Всемолдавский форум, где мы увидели в первом ряду людей из Кишинева, которых местная околополитическая верхушка так называемых патриотов Гагаузии готова видеть как представителей Гагаузии, допустим, в Народном собрании, в исполкоме. Между тем, люди, которые могут быть хотя бы как-то связаны с, допустим, правящей партией или
любыми другими оппонентами, у них называются предателями, и они не готовы принимать. То есть мы сейчас говорим, секундочку, я сейчас закончу. Мы сейчас говорим о том, что помимо того, что люди боятся пройти некую проверку, которая, в принципе, как сказал господин Стайногло, если тебе нечего бояться, что, зачем Чего ты, же, да, почему конечно. из этого надо делать проблему для всего региона, люди просто не хотят, чтобы это было хоть как-то управляемо центральной властью. Они, то есть, опять же, мы тут приходим к вот этому вот феномену, как будто бы мы государство в государстве. И вот мы вчера встречались с Верховным комиссаром ОБСЕ по правам национальных меньшинств, и я сказала, что я вообще, я и уверена, и сейчас повторю, что я не вижу проблемы между Камратом и Кишиневым, кроме той, что власть нынешняя в Гагаузии не хочет понимать, что Гагаузия – это не государство, это автономная территория, регион, который должен жить по правилам, по законодательству Республики Молдова. И если у Гагаузии есть какие-то разногласия с центром, это не надо выставлять как то, на чем можно строить конфликт, а как то, вот как сказал Александр Григорьевич, ну, опять же, применяя психологию, любой кризис – это точка роста. То есть ты из этого кризиса можешь найти рабочее решение. И обязаны найти выход, собственно говоря. Да, люди могут найти, а власть обязана, действительно. И они этого не делают, и не несут за это никакой ответственности. И поэтому я говорю, что да, можно обвинять Кишинев, и мы не спорим с тем, что у Кишинева есть много минусов по отношению именно к Гагаузии. У меня тоже есть претензии, когда, допустим, с тем же признанием выборов ГУЦУ, да, у нас апелпалата утвердила. Вы согласны, что ГУЦУЛ – это та фигура, которая была достойно представлять Гагаузию как регион? Ну, я думаю, что так вопрос не должен стоять. Это некорректно. Вопрос, Суд утвердил. насколько были законные выборы, да, насколько транспарентные, да, транспарентные. Изначально, да. И насколько они, да, были проведены, исходя из тех принципов, которые заложены в избирательном кодексе. А это предполагает, да, что выборы должны были быть честными, выборы должны быть транспарентными и не должно быть электоральной коррупции. И ничего из этих трех да, но не было соблюдено. И ЦИК Гагаузии обязан был обеспечить проведение честных выборов, в том числе по Гагаузии. Да? Елена Федоровна, вам слово. У меня вопрос к Александру Дмитриевичу. Мы, наверное, все наблюдали за тем, как еще до того, как впервые представители Народного собрания Гагаузии поехали в Кишинев и не только депутаты, но и примары. Еще в первый раз поехали в Кишинев на встречу с президентом страны, с представителями парламента Республики Молдова. В Гагаузии уже были силы, которые критиковали эти действия. И еще тот неродившийся документ критиковали еще до того, как он появился. И сегодня мы видим, что действительно проходит целый ряд мероприятий, на которых и этот документ очень сильно критикуется. Это люди, представляющие и власти Гагаузии сегодня, например, Илья Узун. Это так называемые гражданские активисты Михаил Влах. Это представители платформы 111. И вот это мероприятие, о котором сказала Ната, вот этот форум всемолдавский, так называемый, на нем приводились доводы, что вот этот документ, который был принят в этой рабочей группе, он лишает Гагаузию полномочий. Мне бы хотелось, чтобы сегодня вы, Александр Дмитриевич, сказали, действительно ли этот документ, который был поддержан и депутатами парламента Республики Молдова, и в том числе и вами, депутатами Народного собрания Гагаузии, имел что-то под собой такое, что нас, гагаузов, нашу Гагаузию лишает каких-то полномочий. Вы знаете, с самого начала сказал, что вся эта проблема имеет несколько очень серьезных недостатков. Первое. Она, к сожалению, окружена такими демагогическими абсолютно суждениями. Да. Очень много демагогии. Кому не лень, выходит, рассуждает, ссылается на закон отрывочно там. Все это. И второе, политизация этого процесса. К сожалению, да, есть силы и в Кишиневе, и в Камрате. Я не говорю о власти, я говорю в данном случае о оппозиции, так называемой псевдо некоторые оппозиции, которыми этот конфликт культивируется. Да. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы этот конфликт поддерживать на этом уровне. Даже вот последнее мероприятие, о котором вы говорите в Камрате, действительно на этом мероприятии я допускаю,
что есть люди, которые искренне хотят Гагаузии добра. А есть люди, которые просто видят в Гагаузии какой-то буфер противостояния постоянно с Кишиневым. Что, на мой взгляд, я согласен с коллегами, абсолютно неприемлемо. Развитие интеграционных процессов при конфликтах, при постоянных ссорах никогда не будет. Если мы говорим, думаем о будущем регионе, мы должны, с одной стороны, говорю, проявлять всегда добрую волю, быть готовыми на диалог. И в этом смысле вот эти дискуссии, которые происходят на разных платформах, в разных площадках последние там 3-4 месяца, связаны с этим, они достаточно. Но проблема в том, что этих дискуссий отсутствовали на протяжении последних 3 лет. Правда. Даже с учетом того, что, возможно, для Кишинева было неприемлемо руководство Гагаузии, но у нас было и народное собрание, был и исполком, был и примарский корпус, с которыми, с моей точки зрения, надо было дискуссии, диалог поддерживать, находить какие-то решения и делать все возможное, чтобы Гагаузия развивалась вместе со страной. Спасибо. Тем более, что я хочу сказать, что в Гагаузии сегодня есть такая невероятная, что ли, новая возможность, потому что в процессе европейской интеграции мнения Гагаузии будут учитываться по многим вопросам. И очень важно, чтобы это мнение было профессиональным, чтобы оно соответствовало интересам наших граждан. И оно позволило бы нам именно развивать Гагаузию. Потому что нравится или не нравится, к сожалению, 30 лет тому назад, когда был принят закон о правовом статусе Гагаузии, который преследовал очень много задач и связан с нашей культурой, языком, это в первую очередь. Но во вторую очередь решение наших социально-экономических проблем 30 лет назад Гагаузия была самым отсталым регионом страны по всем экономическим, социальным показателям. То есть это общее. И через 30 лет, несмотря на то, что у нас был целый ряд башканов, и с моей точки зрения, каждый башкан, исполком, народное собрание внесло свою лепту, да, в целом развитие Гагаузии, мы остаемся по-прежнему одним из самых неблагополучных регионов. В то время, когда автономии, в его хорошем понимании, та же автономия Тироля, да, на базе которой, там, или по модели которой была образована, по уровню развития уступает в Италии только Милан. Да? То есть автономия в любом случае дает дополнительные возможности. Но эти возможности никогда не находятся в сфере конфликтов. Они никогда в сфере разногласий, тем более искусственно созданных. То, что сегодня у нас, это искусственно созданная ситуация. Можно еще один вопрос? Можно мы... Секунду, я обещаю, больше не буду ничего. Ну, как бы у нас дискуссии идут Да, такие. скажите, поэтому... пожалуйста, тогда как депутат парламента, вообще, потому что услышат все, кто посмотрит, действительно ли Кишинев хочет отобрать у Гагаузии автономию? И вообще статус. Статус, да. Лишить Гагаузии автономии, потому что это то, на чем строит свою политику здесь команда Шора, так называемая команда Гуцул, команда Узуна, которая осталась. Я хочу это понимать. Действительно, Кишинев, центральная власть, хочет отнять у нас автономию. Давайте так, Последний я выскажу свою точку зрения. Да? Она основана не только на ситуации сегодняшнего дня, а на вот этих истории 30 лет, которые существует автономия Гагаузии. Нам не надо забывать о том, что автономия Гагаузии стала возможна только в составе Республики Молдова. И ни в прежний период, ни при каких-то других обстоятельствах у нас автономии не было. Автономия стала элементом или следствием доброй воли большинства граждан страны и политической элиты того периода. Все эти годы, 30 лет, да, с автономией постоянно поддерживался какой-то диалог. У автономии появлялись какие-то новые возможности. Мы где-то во многом развивались. Да, мы можем говорить о том, что кто-то там, вот тут сказали, полномочия налоговые. Налоговые – это не полномочия. Да, это институты власти, которые имеют определенное единоначалие. Вопрос в том,
какой самостоятельностью они пользуются там в регионе. Но это зависит от политик, это зависит от структуры, которую формирует центральная структура власти. В нашем понимании структура, которую мы здесь создаем, должны сводиться к тому, чтобы они Всё были своё. подконтрольны местным властям. Всё Что, своё. с моей точки зрения, абсолютно некорректно и абсолютно неоправданно. Все институты власти должны способствовать работе, функционированию государства, решению проблем граждан, оказанию услуг гражданам вот в таком этом. Поэтому я все эти годы, при всех вот этих разногласиях, которые у нас есть, не видел каких-либо попыток да, лишить Гагаузию автономии. Более того, в современном мире, с учетом европейских устремлений Республики Молдова, значение автономии приобретает нечто новое. И это нам дает другие абсолютно возможности. Очень важно просто этими возможностями воспользоваться. Это манипуляция. Без сомнения. То, о чем вы говорите, это манипуляция людей. Слушай, Александр Дмитриевич, я, знаете что понял? Что сегодня Кишинев упрашивает Гагаузию, наших чиновников, проведите, пожалуйста, сами выборы. Вот, Но думайтесь потому что- в эти слова. И сегодня, чуть исходя из этих слов, я понимаю, что сегодня центральные власти, которые нам рассказывают, что они против и хотят ликвидировать Гагаузию, они сегодня больше защищают интересы Гагаузии, чем чиновники, которые находятся здесь. Денис, посмотрите, ситуация на самом деле не такая уж простая. Почему? Потому что есть целый ряд действий, абсолютно необъяснимых с точки зрения развития нормального дискуссии, диалога между Комратом и Кишиневым. Я имею в виду те же обращения в Конституционный суд. Да, по процедуре все субъекты, да, которые являются субъектами обращения в Конституционный суд, могут использовать такое право. В данном случае Министерство юстиции. Но насколько это сегодня актуально? Ведь, и я более вам скажу, некоторые нормы, я об этом сказал с самого начала, которые были заложены в 1994 году в закон о правовой статусе Гагаузии, они изначально были неконституционными. Но они преследовали абсолютно другие задачи, цели. Интеграция гагаузского общества в общее общество Республики Молдова. Посмотрите, какая разница. Сегодня оспорено решение о конституционности нормы, которая предусматривает порядок назначения начальника управления юстиции. В любом случае, начальника управления юстиции назначал министр юстиции страны. Но это что позволяло делать? Это позволяло начальнику управления юстиции быть членом коллегии министерства, продвигать те же политики, которые продвигают на уровне страны в этой сфере. Да? Так это же здорово. Это здорово, конечно. Интегрировать, посмотрите, пожалуйста, интегрировать таким образом, да, вот эту сферу в общее молдавское пространство. То есть это целый ряд дополнительных преимуществ. Тогда бы управление нашей юстиции никогда бы не пошло бы на конфликт с Кишиневым. Оно наоборот. В чем его задача? Его задача, вот как сказала НАТО, приводить законодательство Гагаузии в соответствии с законодательством страны. Приняли там какой? Вот избирательный кодекс. Есть там какие-то моменты? А я хочу вам сказать, что нынешний избирательный кодекс страны дал нам другие возможности, потому что он первый раз предусматривает порядок организации региональных выборов. Регионально это только Гагаузия. Это только То есть вы Кишинев увидели. Это признал, только вы увидели. что Гагаузия имеет право проведения региональных выборов. Это уже учет нашей позиции. Так вот, задача управления юстицией была бы привести просто, предложить изменения избирательного кодекса Гагаузии, который бы соответствовал избирательному кодексу страны. И так по всем направлениям. То есть создание структур власти Гагаузии. Одно дело, когда мы создаем свое управление юстиции, которое не подчиняется Министерству юстиции, продвигает непонятно чью политику. И конфликтуем сразу по и ходу. конфликтуем. И другое дело, когда это делается в рамках единой государственной структуры. Поэтому в этом смысле решения о обращении в Конституционный суд являются поспешными. Они не оправданы ни с точки зрения интеграционных процессов, ни с точки зрения сохранения диалога. И они по большому счету ничего не решат. Потому что реалии были таковы. Всегда начальник этого управления назначал Кишинев. Но назначал из людей специалистов с учетом определенных требований. А завтра у нас будут назначать людей с улицы, но которые имеют какую-то аффилированность политическую там, или
корпоративного. Александр Ильич, Понимаете, да, в чем за разница? это же и борются депутаты. То есть мы будем свой ЦИК, только свой, только так, как мы его хотим. Нам нужен свой начальник управления юстиции, нам нужно все свое. Но мы осознаем, НАТО подняла этот вопрос, мы должны все осознавать, что мы живем в одной стране, у которой есть свои законы. НАТО абсолютно права. НАТО абсолютно права, что мы живем в единой стране. И особенности Гагаузии могут быть, или реализация этих особенностей связана только с законом о правовом статусе Гагаузии. Специфичностью, которая... да. А так мы не можем продвигать другие политики, мы не можем... Мне всегда, знаете, что меня смущает всегда? Говорит, ну, мы являемся субъектами международного права, там, где касается интересов Гагаузии. Да, там. Ну да, окей, хорошо, мы являемся субъектами. Вот мы встречаемся, как НАТО сказала сегодня, с представителем ОБСЕ, Верховным комиссаром. Он приехал, и он встретился с представителями Гагаузии. Мы встречаемся с представителями других международных организаций, Совета Европы, Еврокомиссии. Но они имеют в виду другое, когда они об этом говорят. Они говорят о том, что договор, который они подписали с ПСБ, это их право. Право депутата и Башкана подписывать этот закон, а потом представлять его вот на утверждение Народного собрания Гагаузии. Правильно я говорю? Если мы говорим о видении депутатов Народного собрания Гагаузии, что мы имеем право на международные какие-то отношения с кем-то. Вот, ну, посмотрите, из-за этого акта, о котором мы говорим, документ, договор, как он там назывался, помогите, Александр Григорьевич. Соглашение об оказании гуманитарной помощи в виде вот этих вот денег, которые люди получали на свои карточки. Пострадала вся Гагаузия, пострадали в основном и не только пожилые люди, это были представители и медицинской отрасли, и педагогической сферы. Вот люди пострадали, потому что они поверили двум главным лицам в автономии, которые сказали, мы подписали, вы будете получать. То есть люди верят тем, кто исполняет по функции свои обязанности, а оказывается, что у нас даже таких полномочий нет. Александр Тарнавский об этом говорил на заседании Народного собрания Гагаузии, но никто не услышал. В результате стало что? Пострадали люди, наобещали политики, как избирателям гагаузской автономии разобраться в том, какова цена наших полномочий, какова цена этого закона об особом правовом статусе Гагаузии, как нам не заблудиться в том, что у нас есть законы страны, есть наши законы, есть наше Народное собрание Гагаузии, есть парламент Республики Молдова. И мы, жители, не должны анализировать каждый день, что такого, что правильного, что неправильного приняли депутаты. Вот сегодня, Александр Ильич, спасибо вам огромное, что вы пришли в эту студию, потому что я сегодня от вас поняла очень много вещей здесь не потому, что я не знала этих вещей относительно взаимоотношений НСГ, парламента, Гагаузии и Камрата. Но у меня родилось такое предложение к вам. Пожалуйста, пообещайте нам, что вы пойдете на первое заседание Народного собрания Гагаузии, или не то, что пообещайте, можно попросить вас, пойдите, пожалуйста, на следующее заседание Народного собрания Гагаузии и участвуйте, пожалуйста, в этом заседании. Потому что мне кажется, что вы сегодня очень просто и доступно объясняете все то, что надо знать, что надо... Вот все кивают головами. Понимаете? Пожалуйста, потому что это невозможно бесконечно слышать то, как мы, гагаузы, готовимся конфликтовать. Мы все еще хотим конфликтовать. Подождите, есть законы, есть правила, их надо читать, их надо выполнять. Что-то мы можем. Надо говорить про компромисс. И вы, спасибо, ответили, какие были компромиссные решения, что уступала одна и другая сторона. Одновременно с этим, мы же все знаем, что политика – это поиск компромиссов, да? Политики находят решения тогда, когда они идут на какие-то компромиссы. Но если Гагаузия будет всегда стоять на позициях «нет, мы не уступим», «нет, мы не дадим», «нет, мы не дадим», мы будем пугать это население, которое проживает сегодня в автономии. Люди разочарованы в политиках, люди разочарованы в выборах. И мы получим общество, которое ничего не хочет, не выбирать больше не хочет политиков, не доверять не хочет политикам. А это очень чревато. А вот это молодежь. Мы сейчас, после того, как посмотрим видео, мы перейдем и к молодежи. Вы простите за такое обобщение, но, Александр Ильич, примите, пожалуйста, это действительно как предложение. Пойдите, пожалуйста, мы вас просим, на первое заседание Народного собрания Гагаузии, когда оно только будет, и попытайтесь, пожалуйста, как человек, который заботится о Гагаузии, мы это знаем. Вы очень хорошо знаете, как работает законодательная система нашей страны. Попытайтесь, пожалуйста, повлиять на то, чтобы было принято решение, которое до 7 июля поможет все-таки
принять какой-то компромиссный документ и организовать уже эти выборы. Ну и как минимум надеемся, что депутат Народного собрания посмотрит нашу передачу. И придут на заседание Народного собрания. Можно Арсений? ремарку по соглашению? Просто мы сейчас не перейдем на А да, мы другую тему. перейдем к Игорю Бацану. У нас Да. есть мнение господина Бацан, послушаем. Просто можно сейчас или после? По соглашению. Давайте Чтобы по соглашению, а потом послушаем Бацана. Дело в том, что вот Александр Ильич озвучил, что закон об особом правовом статусе Гагаузии дает возможность автономии участвовать во внешних связях в интересах автономии. Так как вот как раз соглашение с банком, оно и никак не умаляет полномочий Гагаузии, потому что Гагаузия заключала международные соглашения и с Турцией, и с Российской Федерацией. Помните, мы получали и топливо, и зерно, Но при и не было соблюдении никаких условий, проблем. Так при вот, соблюдении полномочия, оно все-таки не может выходить за рамки закона. Закон предусматривал, что Гагаузия, пожалуйста, участвуйте во внешнеэкономической деятельности, но в рамках действующего законодательства. И согласно нашему региональному законодательству, Гагаузия должна была просто до подписания этого соглашения обратиться в Министерство иностранных дел Республики да. Молдова и согласовать этот документ. Это не было сделано. Поэтому я не голосовал, и поэтому сказал, что этот документ незаконный. А полномочия Гагаузии ни в капельки не были умалены тем, чтобы это соглашение То есть, заключить. Александр Григорьевич, простите, но, Александр Дмитриевич, депутаты, не выдержав вот это требование закона с этим соглашением, сами нарушили закон, да, потому что не отправили это соглашение в Министерство иностранных здесь дел. они не могли. Они не могли его туда отправить, потому что Молдова на тот момент уже присоединилась к санкциям против России, потому что уже тогда Россия находилась в состоянии конфликта военного с Украиной. И об этом почему-то умалчивают. То есть многие вещи, которые были сделаны якобы в интересах Гагаузии, на самом деле в этот же момент противоречили интересам Республики Молдова. А это опять то, к чему я возвращаюсь. Гагаузия – часть Молдовы. И если Молдова присоединилась к санкциям, соответственно, Гагаузия не может говорить, мы не признаем эти санкции. А у нас есть господин Лейчу, который говорит, мы не признаем приговор Башкану, мы много чего не признаем, но мы часть Молдовы, мы не можем действовать вопреки национальному законодательству, потому что любое обращение в Конституционный суд все равно вернет нас к тому, что региональная норма не может превалировать над национальной. Вот и все. Нету проблемы здесь, нет предмета спора. Спасибо, Ната. Сделаем небольшую паузу, переведем свои взоры на экраны, потому что у нас будет мнение господина Бацан, эксперта, политического аналитика. Вы знаете, что господин Бацан занимается более 20 лет выборными процессами в нашей стране, и в Гагаузии в том числе, очень хорошо знает ситуацию, которая сейчас переживает гагаузская автономия. Мы попросили его комментировать, а наших зрителей мы просим подписаться на наш канал «Друзья», Гагаuz Media, Freedom Life. Мы здесь и сейчас обсуждаем то, что очень важно для гагаузской автономии. Ставьте лайки, ну и пишите комментарии, конечно. Нам это важно. Я полагаю, что решение найдется, потому что не надо забывать, что Народное собрание обратилось к международным институтам, Венецианской комиссии, ОБСЕ, Совету Европы в начале марта, а через неделю, в свою очередь, Министерство юстиции обратилось в Конституционный суд. Это взаимосвязанные, с моей точки зрения, действия региональных и центральных властей. Если в Гагаузии решили обратиться к международным институтам, в Кишиневе сказали очень хорошо, у нас вот есть все рекомендации и Совета Европы, и Венецианской комиссии по тому, как взаимодействие между Кишиневом и Гагаузией должны складываться по выборам. Поэтому в этой ситуации я полагаю, что следует для того, чтобы найти наилучшее решение, апеллировать к этим институтам и все-таки прийти к общему знаменателю, потому что финансирование – это очень-очень важная проблема, которую, если не решить, то тогда я думаю, что найти общий знаменатель не удастся, потому что сам кризис, я повторяюсь, сам кризис – это результат внешнего вмешательства, особенно через непрозрачное финансирование. Мы давайте не будем забывать, в 2015 году
Совет Европы указал на то, что кандидат на выборах Башкана был профинансирован из-за рубежа с, скажем так, ну, как бы лучше выразиться, чтобы не обидеть никого, но с грубым вмешательством. И вспомните, что случилось в апреле 2023 года. Руководителя Татарстана, господина Минниханова, просто не пустили в Республику Молдова на том основании, что уже есть рекомендация Совета Европы о том, что нельзя допускать вмешательства извне. И финансовое, и просто поддержку, скажем, определенных кандидатов, потому что мы помним отзывы о выборах 2015 года. В 2015 году мы помним, что госпожа Ирина Влах выиграла с первого тура выборы, и было массовое, скажем так, нашествие депутатов, спортсменов Российской Федерации в Республику Молдова. Мы помним отзывы, ну, я могу по памяти процитировать то, что писал тогда господин Дудогло, о том, что это были не выборы, вообще говоря, и что господин Дудогло говорит, что он не понимает, как так, все кандидаты пророссийские, почему Россия выбрала одного из 10 пророссийских кандидатов, это дискриминация. И заключение, которое сделал господин Дудогло тогда, он сказал так: эти выборы были нечестные, но мы не можем не признать результат, потому что все равно победил кандидат, поддержанный Россией. И заметьте, это было в марте 2015 года, и уже в апреле того же года парламент Республики Молдова внес изменения в избирательный кодекс Республики Молдова о том, что запрещается представителям других государств значит, как-то вмешиваться в выборах Республики Молдова. И я помню прекрасно статью господина Бургуджи на портале Regnum.ru, где он очень нелестно отзывался о том, как, скажем так, определенные кандидаты профинансировали свои кампании и пользовались поддержкой из-за рубежа. Мы не должны забывать, что мы через все это прошли уже. И сейчас, если мы дошли вот до этой точки, которая, опять же, повторяюсь, весь этот кризис институциональный в Гагаузии имеет чисто политическую подоплеку, потому что все остальное было уже давно обговорено, решено, есть рекомендации и Совета Европы, и постэлекторальной конференции в Гагаузии декабря 2021 года. Уважаемые участники этой дискуссии, вот если подытожить то, что нам сказал господин Бацан, мы с вами понимаем, что электоральная коррупция – это не новое явление, в гагаузской автономии в том числе, да? Но сегодня… В целом в стране. И в целом в стране, да. Это будет правильно совершенно, да, в целом в стране. И тут есть проблема у этого государства, что государство не умеет бороться с электоральной коррупцией. И 23-й год показал на примере гагаузской автономии на выборах Башкана, что страна не способна была поставить какой-то заслон этой коррупции. Но из всех этих, как тут правильно подметил Александр Григорьевич, надо из всех этих кризисов искать какие-то и окошки для возможностей. Но страна стала предпринимать какие-то шаги для того, чтобы все-таки ставить какие-то заслоны и обеспечить более или менее честные, демократичные, как это должно быть, и нормальные развивающиеся в стране выборы. Вот все то, что сказал господин Бацан, сводится к тому, что все это было. Кризис политический, и он не решается только потому, что этого не хотят политики. Я так это поняла. Вот давайте сейчас заглянем в сегодняшний день, в сегодняшнюю дату, а мы с вами записываем эту дискуссию 24 числа, и до 7 есть не так много времени, как подметил господин Янак еще в начале, но это, вы сказали, есть возможность еще что-то предпринять. Вот пока политики думают, мы не видим какой-то активности от депутатов Народного собрания Гагаузии с какими-то предложениями. Общественная организация 111 говорили уже об этом, что-то они там проводили, какие-то форумы всемолдавские. То есть
привлечение еще большего числа людей к самому конфликту и расширение этого конфликта и преувеличение вот этого конфликтности вообще самой. Но нет рациональных зерен, не видно. И в этой связи мы с Сергеем подумали, что именно после этого мы хотим поговорить и попросить вас перевестись вот сейчас с этой дискуссии и погрузиться в ситуацию, когда молодые люди, в Гагаузии среди нас, среди участников есть молодые люди в этой студии, молодые люди видят вот это все, да, и что они думают об этой Гагаузии, об этой стране, как это все становится привлекательным для гагаузской молодежи. Видят ли они вообще будущее в Гагаузии? Видят ли будущее в Гагаузии? Потому что если власть, которая приходит к управлению в нашей Гагаузии, равно как и в Кишиневе, будем проводить параллели, и тут господин Стояногло прав, всегда обещают, мы для молодежи сделаем, мы для молодежи откроем новые возможности. О каких таких возможностях молодежь видит, какие возможности, которые представляются вам политиками, а потом мы попросим Александра Григорьевича ответить на вопрос, а когда в последний раз разбирали тему мы для молодежи, депутаты, что-то предлагаем. Что предлагают депутаты для молодежи, молодежной политики? Артем, вам? Пожалуйста. Взгляд молодежи на все то, что происходит. Да, еще раз здравствуйте, спасибо за приглашение. Я считаю, что сегодняшняя проблема уже вышла за рамки юридического спора между Кишиневым и Камратом. У людей уже возник вопрос доверия к институтам. То есть молодежь хочет понимать, когда будут эти выборы, по каким правилам их проведут и будут ли результаты приняты обеими сторонами. Вот. И при этом я считаю, что очень важно сохранить полномочия автономии, но чтобы это было, чтобы мы нашли законный механизм, и чтобы это все было в рамках закона Республики Молдова. Вот. И у меня вопрос к господину Стояногло и к господину Тарнавскому. Такой вопрос. Как молодой человек из Гагаузии, помимо аргументов, споров в этой ситуации, я хотел бы услышать, есть ли какая-то дорожная карта на ближайшие несколько месяцев, чтобы люди наконец могли выбрать новый состав Народного собрания. Вот, как-то так. Александр, Ну, Да. посмотрите, в общем-то вопрос банальный, он исходит из сегодняшних наших дискуссий. Да. Хотим мы этого или не хотим, надо. выборы Народного собрания не состоятся. Другое дело, по каким правилам они будут И когда. проводить. Да, и когда. Так вот, у меня после наших вот этих дискуссий сегодня, ну, после вот той информации, которую я располагаю, анализа этой информации, складывается такое впечатление, что есть люди в Гагаузии, да, и в Народном собрании, которых устраивает и такой исход ситуации. То есть Конституционный суд признает эту норму неконституционной, либо регламентирует, как должен этот процесс быть разрешен в Гагаузии. Эта компетенция передается Центральной избирательной комиссии, как структуре, которая проводит выборы, организует по всей стране. И эта структура организует выборы и в Гагаузии. Для нас, и вы абсолютно здесь правы, это реальная потеря полномочий. Вот в этом как раз потеря полномочий. Страна тоже от этого много не приобретает. Но мы выходим из вот этого правового тупика, который у нас сложился. Поэтому в любом случае, я думаю, в этом году, особенно с учетом событий, которые предстоят 7 июля, да, 7 июля Конституционный суд будет рассматривать представление Министерства юстиции о конституционности некоторых норм, связанных с назначением, и о процедуре проведения выборов. Потому что я уже видел политические аналитики, там, правоведы высказывают свое мнение, свою точку зрения, что Конституционный суд вот должен как раз вот эту дорожную карту расписать. А как провести эти выборы, собственно, Гагаузии? Я очень не хочу, чтобы именно такой сценарий был реализован. Я все-таки надеюсь, что нашему политическому классу, да, хватит гражданской ответственности, хватит зрелости
мужества, да, наконец, да, потому что, посмотрите, у нас это все перешло в какую-то вакханалию, да, все сводится только к тому, вот кто не с нами, тот враг, вы враги Гагаузии, там, еще какие-то там вещи, да, то есть у людей в отсутствии аргументов, то есть появляются только вот такие вещи, радикальные, да, вот мы должны уйти от радикализации в обществе. У Народного собрания есть сегодня возможность сохранить и полномочия Гагаузии, и провести эти выборы, и сохранить лицо. Потому что все эти мандаты, положения, оно имеет только временной характер. В конечном итоге каждый из них останется жить здесь в Гагаузии, он должен сохранить лицо перед своими избирателями. Потому что то, что сегодня делается, это говорит о том, что люди потеряли немного чувство реальности. Для них, и здесь было об этом вот, как бы сказано, да, уже собственные интересы, местечковые интересы выше, чем интересы общественные. Мандат завершился, Да. никто не дает права искусственно продлевать свои полномочия, потому что, говоря юридическим языком, это узурпация власти. Либо это можно квалифицировать и юридически достаточно жестко, потому что я понимаю, когда речь идет о месяце, понимаю, о 2, я понимаю, что они имеют какую-то там свою позицию, да, но выйдите, приходите в любом случае на заседание Народного верно, собрания, конечно. участвуйте в принятии каких-то решений, потому что негативное решение, оно тоже решение, это позиция, но когда люди игнорируют сам процесс, уходят от него, да, там типа, ну это не наше дело, при этом продолжают получать заработную плату, пользоваться какими-то благами, включая служебные машины, там, аппарат и так далее, да, это немного уже выходит за рамки здравого смысла и человеческое понимание этих вещей. Поэтому если вот Александр Григорьевич говорил о шансах, вот в моем понимании, да, у нас появился шанс изменения политического класса. Потому что эта ситуация показала, что в политику должны приходить новые люди. Люди, которые не обременены какими-то обязательствами, корпоративными, политическими. А люди, которые будут продвигать повестку дня, которая соответствует интересам людей. А мы все это настолько политизировали, и вот и НАТО об этом говорило, но мы почему-то посчитали, что там вот, ну, Гагаузия это превыше всего. Мы забываем о том, что мы живем в общей стране. Мы забываем о том, что мы представляем всего лишь небольшую часть населения этой страны, незначительную. Я вам хочу сказать, что если раньше у меня, так же как и у вас, есть сотни знакомых, которые испытывали определенное уважение, трепет к гагаузам, да, исходя из каких-то личных, персональных отношений, потому что есть очень много значимых людей, много значит, что теперь они все говорят, слушайте, ребят, мы просто вас не понимаем, и это не молдаване. Это люди, которые русскоязычные, которые, да, мы просто не понимаем, чего вы хотите, собственно. Потому что они же наблюдают эту вакханалию, которая там то собирается, то не собирается. Вроде инициировали заседание Народного собрания, половина заседания Народного собрания сидят в барах, в парке там. Вот. Ну, слушайте, ну, надо же хотя бы проявить какую-то зрелость политики, участвовать в этом, высказать свою позицию. Почему вы с этим не согласны? А вся позиция вот из этих дискуссий, которые я слышал, да, сводится только к тому, как называется это избирательный орган. Вот, И не уступим. Да, и мы не уступим, Не потому что мы политически проигрываем. Я человек, который достаточно долго в политике, я не могу понять, в чем проигрыш политический. Почему? Потому что мы можем выиграть все, если преодолеем свои собственные амбиции, если преодолеем вот эту ситуацию искусственную, которую сами же создали. Золотые слова, по-моему. Если преодолеть политические амбиции, собственно, еще какие-то, можно устроить другую совершенно жизнь. Сейчас, Денис, послушав Александра Дмитриевича, Я прошу прощения, но вопрос был задан и Александру Григорьевичу, он не ответил. Ответить, да? Да, конечно. Значит, дорожная карта или краткосрочные шаги. Ну, мы все убедились в том, что без выборов у нас просто невозможно перейти к каким-то другим позитивным моментам. И после выборов это прежде всего план социально-экономического развития Гагаузии на среднесрочный период, который правительство нужно помочь разработать и внедрить для простых людей, чтобы они почувствовали эффект. И третье, нам все-таки нужно, 30 лет не эволюционировал закон об особом правовом статусе Гагаузии, Александр Дмитриевич сказал, в каких условиях он принимался, но все-таки жизнь поменялась, общественные отношения поменялись. И очень важно, чтобы была
комиссия, в которую войдут грамотные правоведы, эксперты, которые подготовят новый проект изменения закона об особом правовом статусе Гагаузии, и он будет принят в результате консенсуса между Камратом и Кишиневым, а не через решение Конституционного суда, который будет просить в него опосредованно изменения. А теперь вот возвращаясь к молодежи. Пример из жизни, вот что происходит сейчас из-за того, что Камрат и Кишинев нормально не ведут сотрудничество. Молодая женщина. 2 недели назад у меня на приеме, у нее отец инвалид первой группы, и она уже 2-й год стоит в очереди, чтобы стать персональным ассистентом. То есть есть такая государственная программа, когда если близкий родственник находится, имеет высшую степень нетрудоспособности, как раньше называли первая группа, то выделяется из бюджета небольшое социальное пособие для того, чтобы этот человек ухаживал за своим родным. Потому что другого способа заработать у этого молодого человека нет. Он все время привязан к прикованному к постели отцу. Так получилось, что мать ушла в ковидный период, и вот эта молодая женщина с маленьким ребенком, с мужем, она вынуждена ухаживать за отцом, но 2-й год в очереди. Идет управление здравоохранения в Гагаузии, чтобы получать это небольшое социальное пособие. А им говорят, а у нас в очереди 400 человек. Из них 100 детей, 99 детей с первой группы, которых нужно обслуживать. И я ей объясняю, что это проблема национального уровня, что Камрат должен, управление здравоохранения, исполняющие обязанности главы Гагаузии должны поехать в Кишинев, в министерство, аргументировать, потому что государство переложило финансирование всей государственной программы «Персональный ассистент» на Гагаузию. Это неправильно, это непорядочно, но это случилось. Так вот, Камрат должен поехать и аргументированно доказывать. И я ей объясняю, что Камрат не ездит, потому что конфликт. Она на меня смотрит и думает, а мне зачем это все? Зачем мне вот это конфликт? У меня есть проблема, с которой я живу. Вы как депутат можете помочь? Нет. Исполнительный комитет, который должен этим заниматься, может помочь? Нет. Так вот, пока не будет выборов, нет шансов, что эта ситуация изменится для вот этого конкретного человека. И таких ситуаций тысячи. Следующий пример. Программа... И вы не забудьте сказать про молодежную политику, когда об этом говорили в Народном собрании. Вот очень коротко. Программа ЮЛКЕФ, первое жилье. Знаете, что Гагаузия имеет свою уникальную программу, когда помогает Примакаса дополнительным финансированием. И программа одна из самых успешных как раз для молодежи. Вот что Гагаузия делает для молодежи. На этот год финансирование закончилось в бюджете Гагаузии. Люди сейчас стоят в очереди, молодые люди, которые взяли кредит, которые знают, что Гагаузия помогает, приходят получать этот транш, и им говорят, а в бюджете нет денег. А почему нет в бюджете денег? А потому что Народное собрание уже не может принимать законы и носить изменения в бюджет, чтобы увеличить эту программу. И у молодых людей возникает диссонанс. Как? Мы знаем, что программа есть, да? Что нам должны помогать. Мы взяли жилье, мы рискнули, мы взяли кредит. А нам не могут помочь. Почему? Потому что депутаты уже не могут вносить изменения в закон. А почему эти депутаты должны быть депутатами, которые не могут вносить изменения в закон? У меня есть предложение для того, чтобы это решить. В следующий раз, когда объявят заседание Народного собрания Гагаузии, как только нам сообщит, как минимум ведущий спикер или кто там будет, исполняющий обязанности, о том, что нет кворума, потому что депутаты сидят в кафе, народ просто должен собраться и пойти в то кафе и выйти к залу заседания Народного собрания Гагаузии для того, чтобы потребовать, чтобы они освободили эти места. Как минимум, у меня сейчас, слушая вас, возникает еще такой вопрос. Помните, в 2022 году, когда Центральную избирательную комиссию, что сделали? Не ликвидировали, приостановили ее деятельность. В 23-м, простите, да. Господин Константинов, тогда это была его инициатива, он сказал, что это нужно для того, чтобы сэкономить средства. Секундочку. У меня возникает вопрос. Мандат депутатов Народного собрания Гагаузии завершился в прошлом году, и уже скоро будет год, как продолжается. Почему вы не подумали об экономии средств? Почему по сегодняшний день используются деньги для содержания депутатов? О перечисленных моментах говорил и господин Стояногло. И транспорт, и зарплаты, и прочее, прочее, прочее. То есть, что это за экономия была тогда? И потому что приостановление деятельности ЦИК родило и те проблемы, в том числе, которые мы сейчас обсуждаем.
А сейчас вы почему не говорите об экономии средств? Могут ли все депутаты отказаться от выплат и покинуть эти кабинеты? Это единственное, что может, наверное, сделать сегодня Народное собрание Гагаузии. Ну, для того, чтобы было точно, 70% депутатов Народного собрания, включая меня, не получаем зарплату я имею в виду Народного тех, собрания. которые... А вот те, кто руководят Народным собранием, действительно, они получают полноместную заработную плату, несмотря на то, что мандат истек еще в ноябре прошлого Александр года. Григорьевич, извините, но никто из вас не говорит об экономии. Нужно что-то сделать. Если вы так заботились об экономии и приостановили деятельность Центральной избирательной комиссии, которая была ключевой для того, чтобы провести эти выборы. Ну, приостановили действия Центральной избирательной комиссии то большинство, которое есть в Народном собрании, которое сегодня работает и получает зарплату. Я не голосовал за то, чтобы приостановить мандат Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Более того, мы с Михаилом Николаевичем Железоглу еще в январе 2025 года вышли с инициативой, чтобы на 16 ноября 2025 года назначить выборы, которые должны были пройти в соответствии с уложением. К сожалению, это же большинство Народного собрания, которые сегодня ездили, находили компромиссное решение, так и не назначили дату выборов на 16 ноября 2025 года. Пока Александр Григорьевич говорил, вспомнилось. Вот дом, который построил Джек. А это пшеница, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. А это синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, и так дальше, и так дальше. И вот эта песня хороша, начиная сначала, но история этой истории, простите за тавтологию, говорит о том, что без серьезного подхода, без анализа юридического, как говорит нам господин Стайногло, без учета всех мнений, которые уже пришли к какому-то компромиссу, и это было какое-то усредненное, но общее мнение и Кишинева, и Камрата по разблокировке этой ситуации. Спасибо, Елена Федоровна. То есть, если не этот документ, то что еще дальше вы ищете до 7 июля? У тебя есть комментарий, вот смотрите, пожалуйста? сейчас прозвучала еще раз дата 7 июля, и меня натолкнуло на мысль, я надеюсь, что я буду ошибаться по поводу этой мысли, что группа людей в Гагаузии специально ждут 7 июля. Никому выборы эти не нужны, потому что, как вы сказали, если до 7 июля не будет принят этот документ, то Кишинев скажет, что мы проводим, Центральная избирательная комиссия Молдовы будет проводить выборы. Что даст этим людям здесь, в Гагаузии, заинтересован, чтобы попытаться опять дестабилизировать ситуацию, будоражить народ и сказать, что у нас забрали все полномочия, и Кишинев, давайте поставим баррикады и не будем никого сюда впускать. Это как раз возможность, и что показывает еще раз, я надеюсь, что я ошибаюсь, потому что сегодня, когда люди хотят договориться, мы все знаем, мы живем в этом мире, и мы много раз видели. Константинова там за 2 месяца собирались 18, 20, 25 раз голосовали там за 2 месяца. Они собирались днем и ночью, обсуждали, находили компромиссы. Когда там у нас искали в парламенте голоса. или в правительстве, мы видим, депутаты заседают чуть ли не до 3 утра, 4, 5. Люди хотят решить проблему. А сейчас я думаю, что депутаты, которые на зарплате, скажут: уважаемые друзья, у нас 1 июля, у нас начинаются летние каникулы, отпуска, извините, мы все в отпуске, придем, тогда будем решать. Господин Янак, я вижу, как часто вы комментируете, и знаю моих коллег, друзей, знакомых, очень многие ориентируются на ваши посты, в которых в Фейсбуке вы очень доступно разъясняете, объясняете с точки зрения человека, который хорошо знает право. Вы можете высказать свою такую сконцентрированную точку зрения, почему сегодняшнее состояние ситуации и 7 июля, которые для тех, кто мало понимает в этой истории или мало знает закона, может звучать как какая-то такая дата, которая поставит конец нашей автономии. Ну, как-то это так сейчас звучит. Или используют эту дату для того, чтобы сказать, что нам не оставляют никаких шансов. Можете прокомментировать вы, вот, как относиться к этому времени, которое есть до 7 июля? Если вернуться к основной теме дискуссии, на самом деле вот этот тупик не может продолжаться слишком долго, потому что имеет очень серьезные последствия. Если мы перейдем вот точку невозврата, то есть если мы перейдем к уличной демократии, то, что озвучил сегодня Денис, то есть люди будут возмущаться, выходить на улицу и тому подобное. Естественно, мы столкнемся с определенным жестким административным давлением.
Хочу подчеркнуть, что у государства есть достаточно правовых возможностей, институциональных возможностей. Есть многотысячная армия людей, которые способны обеспечить разрешение самых сложных задач как на национальном уровне, так и на региональном уровне. Поэтому мы можем говорить о соответствующем политическом, правовом кризисе, но при этом этот кризис в любом случае будет урегулирован либо возможностями региональных институтов и норм, либо возможностями национальных институтов и норм. Не забываем, что государство – это не ночной сторож. Государство является на сегодняшний день гарантом обеспечения всех прав и свобод, которые закреплены в Конституции Республики Молдова, в том числе граждан, которые проживают на территории АТО Гагаузии. У меня все. Давайте еще раз послушаем господина Бацана, потому что его коротенькое мнение о том, можно ли еще что-то решить. Давайте послушаем. Я полагаю, что решение Конституционного суда будет в точности, в соответствии с Европейской хартией местных и региональных властей. Потому что по-другому Республике Молдова просто невыгодно, чтобы, да и в Конституционном суде люди, скажем так, которые прекрасно понимают, что у Республики Молдова есть обязанности перед Советом Европы. Без этого не может быть европейской интеграции Республики Молдова. Поэтому у меня нет сомнений, что решение это будет полностью соответствовать вот этой хартии. Я внимательно просматривал законы о специальном статусе Аландских островов, которые в Гагаузии очень любят, потому что я смотрел сайт Народного собрания, там просто восхваляют подход финнов к разрешению этой проблемы. Смотрел я и закон о статусе Южного Тироля и так далее и тому подобное. Я вам скажу такую вещь. Там ничего не прописано про каких-либо полномочий этих образований со специальном статусе касательно безопасности государства и касательно, скажем так, каких-то там полномочий в области юстиции и так далее и тому подобное. Поэтому я почему-то уверен, что это решение, во-первых, отвечая на ваш вопрос, это не может быть никак связано с какой-то точкой невозврата. Я думаю, что решение Конституционного суда будет полностью соответствовать Европейской хартии. И это, с моей точки зрения, может в дальнейшем способствовать тому, чтобы отношения между Камратом и Кишиневым полностью соответствовало европейским стандартам. И горячо, или как это говорят, горячо почитаемому Гагаузии статусу Аландских островов и Южного Тироля. Маленький вопрос. Да. Да, у меня маленький вопрос к господину Стоянову, господин Янак. Вы говорили, оба сказали, что так долго продолжаться не может, и потому что могут наступить правовые последствия, да? Вот у меня вопрос, сколько так долго не может это продолжаться? Как раз этот вопрос тоже хотели задать. Как мы с этим мы все вопросом говорим, что хотели. не может это вечно продолжаться, потому что должна наступить правовая ответственность. Сколько вот этот срок? Давайте определим. А мы хотели вообще предложить задуматься над тем, ведь по мне, Александр Ильич, простите, но только вы, юристы, можете ответить на этот вопрос. По мне, вот такая ситуация, которая сейчас есть в Народном собрании, может продолжаться еще года 3 и 5. Почему нет? Потому что, не пришли депутаты, сегодня не пришли, завтра не пришли. А что меняется? Что случилось? Нет никакого закона, который призывает их к ответственности. Следовательно, можно так всегда. Посмотрите, мы не зря несколько раз обращали внимание на дату рассмотрения представления Конституционным судом, потому что после этого наступит развязка. До 7 июля у нас есть возможность собрать заседание Народного собрания, принять это компромиссное решение и начать реальную процедуру выборов Народного собрания. То есть создаем Центральную избирательную комиссию, люди, которые туда входят, проходят необходимые там фильтры. После этого, как они проходят, это месяц занимает времени, мы назначаем. Это позволит нам
по меньшей мере отсрочить рассмотрение этих вопросов в Конституционном суде, потому что Конституционный суд, руководствуясь общими принципами законодательного или избирательного права, не будет принимать какие-то решения вперед самой избирательной комиссии. То есть есть такое, да, есть такое общее правило, да, в избирательном плане, и это рекомендации Венецианской комиссии, целого ряда других структур, которые постоянно наблюдают за избирательными процессами. То есть для нас это шанс, потому что после принятия решения суда оно может соответствовать там, потому что ответ, который дал господин Бацан, очень уважаемый мною человек, он очень обтекаемый, он правильный по сути, вот, но тем не менее точка отсчета будет решение Конституционного суда. А решение будет таковым, что если вы не в состоянии, одно дело, что мы продемонстрируем, что мы в состоянии преодолеть этот кризис и провести выборы Народного собрания. Другое дело, что мы это не в состоянии сделать, и тогда Конституционный суд просто разъясняет, что должно последовать дальше. А дальше общая процедура, которая заключается в том, что Центральная избирательная комиссия, ответственная за проведение избирательных процессов в Республике Молдова, назначает и проводит в Гагаузии выборы. Я понимаю, что, я слышал тут, во всяком случае, такие суждения, что мы не позволим, там, Да, призовем есть, людей есть. там не выходить. Это мне похоже немного, знаете, на детский сад какой-то там. Непонятно, что значит не позволят. Это запретят людям приходить на избирательные? Давайте и этот вариант или эту модель рассмотрим. Хорошо, они выйдут люди. Тогда я вас уверяю, да, что будет следующее обращение в Конституционный суд, который повлечет за собой другую форму, да, управления Гагаузией. Да, автономия остается. В автономии должен быть башкан. В автономии должен быть представительный орган Народного собрания. Да? Но и в ситуации, когда вы не можете организовать эти выборы, выбрать этих людей, мы этих людей на переходном периоде или на определенный период просто назначим. Знаете, какой вопрос сейчас родился? Вы чуть выше говорили о том, что, конечно, нехорошо, что такое представление от Министерства юстиции попало в Конституционный суд. Как-то так вы высказали свое мнение. Нет, я сказал, что оно абсолютно не своевременно. Не своевременно. Да, это первое. И второе, я в этом вижу определенные подводные камни, которые не способствуют консолидации здоровых сил в стране, не способствуют интеграции гагаузского общества, автономии в целом процессе, который происходит. Это все-таки конфликтная ситуация. И это произошло потому, что на протяжении целого ряда времени, 3 года, не было вот этого диалога между структурами власти страны и Комрата. Ни Центральная избирательная комиссия не общалась с нашей центральной, потому что она просто была приостановлена или ликвидирована. Да. Ни на уровне исполкома не было, потому что центральные власти избегали дискуссии с исполкомом. Там. При всех вот этих резервах, вопросах, которые присутствуют. Потому что, конечно, они присутствуют. Я согласен с НАТО. Надо было в 2023 году выносить решение. И для меня большой вопрос, почему Кишинев тогда просто с этим согласился. Я знаю, почему согласился с этим. Скажите потому что нам, если вы знаете. Для них просто было проще. Да, объявить или продекларировать, что в Гагаузии власть, которая там токсична, скажем, там власть, и поэтому мы с ними не будем поддерживать отношения. Нежели там вот власть, которая политически не совсем для нас удобна, допустим. Вот, поэтому всем было очевидно, что выборы тогда были коррумпированы, да, скажем так, да, вовлечены огромные финансовые ресурсы. Этой информацией из того, что я знаю, да, владели органы, которые следили за всеми этими вещами. Но тем не менее, тем не менее, да, эти документы не были представлены в судебную инстанцию, и было вынесено решение о признании выборов. Да. А потом уже пошел вот этот вал проблем. То есть сейчас получается, простите, что если бы этого документа не было, 7-го, который Конституционный суд рассмотрит это представление, то мой вопрос, заданный до этого, может ли это продолжаться 3 года и 5 лет, то это было бы возможно. Сейчас есть 7 июля, а если бы не было этого представления, то тогда это можно и 3 года, и 5 лет. И это еще не факт, что там... Так получается, Асенович, нет? Здесь сложно говорить о каких-то временных рамках. Особенно тогда, когда этот процесс постоянно находится в работе. Если бы, допустим,
они вообще бы не инициировали бы там рассмотрение этого вопроса. Это одна ситуация. Тогда мы могли говорить, а когда они создают видимость Рабочую работы, группу? да, нет, не рабочее, а народное собрание. Оно же все-таки, нет, оно созывается. На этих заседаниях Народного собрания, принимаются достаточно противоречивые решения, связанные с формированием Центральной избирательной комиссии. Собирается. Ну, посмотрите, и так плохо, и так плохо. В этой ситуации понятно, что кто-то злоупотребляет просто Об этом и речь. И законодательством. это главное, и это очевидно, что кто-то злоупотребляет. Посмотрите, ведь мы говорим о том, что можно и 3 года, и 5. Вот если бы не было бы этого представления, вернусь к этому, то почему, на мой взгляд, не юриста, это возможно и 3 года, и 5? Потому что в законе написано, что Народное собрание исполняет свои обязанности и мандаты вплоть до назначения, признания судом других депутатов. Правильно, Александр Григорьевич? А это значит, может, бесконечно. Посмотрите, когда принимаются законы, какие-то законы, они предполагают разумное решение каких-то вопросов. То есть не может законодатель Описать предусмотреть вот каждый частный случай, когда кому-то что-то сбредет в голову. Для этого эти вещи уже должны рассматриваться через призму другого законодательства. Вот связано, если мы говорим о том, что здесь налицо злоупотребление, то у нас есть ответственность административная за злоупотребление, в том числе и коллегиального органа. У нас есть уголовная ответственность для этого. А как можно привести к ответственности этих людей, когда есть такие законы? Вот что надо сделать и кто это может сделать? Ну, собственно, правоохранительная система, этим должна заниматься полиция. Если мы говорим о злоупотреблениях, то это их компетенция или органы прокуратуры в зависимости от субъектности, от субъекта. Самостоятельно заводят дело? Или Да, нет, они могут самостоятельно, исходя из ситуации. Почему? Потому что вот здесь... Денис сказал, смотрите, какую мысль, дайте ему микрофон. Может, наши правоохранительные органы не в курсе, что у нас происходит в Гагаузии тогда? Вот я не понимаю. Значит, Поэтому не видят. посмотрите, здесь пересечение, по меньшей мере, проблем двух областей, юридической и политической. Значит, если рассматривать этот вопрос, в идеальном варианте его нельзя рассматривать. Почему? Потому что речь идет о политических неких процессах. Другое дело, что за этими политическими процессами стоят некие интересы определенной группы людей. Поэтому в этом случае задача правоохранительных органов установить вот эти интересы, которые не связаны с политическим процессом, а продвигают какой-то другой параллельный процесс. Да? И реагировать на это. Потому что мы можем допустить в идеальном варианте, что Народное собрание, в силу политических убеждений, каких-то там других, там, идеологии какой-то, да, там, смотрите, они, я не знаю, есть у нас председатель Народного собрания или нет? Нет. Его нет. Видите? Наши обязанности там, по-моему. Да. Владимир Ильич сейчас же исполняет. Ну давайте скажем Нет, о том, он что... не исполняет. Да, не За приняли отставку Орманджа же. не проголосовали, насколько мне известно, нет? Он же, по-моему, Не приняли отставку у господина Орманджи. Господин Орманджи находится на больничном. Господин Ильич сказал, что я не буду подписывать никаких документов, как его председателя, пока вы за это не проголосуете. Но не было депутатов, никто не голосовал. Следовательно, на сегодня у гагаузской автономии власти, которые, даже если они его проводят очень много разных помпезных, вызывающих, опять же, конфликт мероприятий, у нас сегодня у Гагаузии нет ни Башкана, ни спикера Народного собрания. У нас Народное собрание без мандата, а исполнительный комитет у нас представлен Шором, который тоже был в нарушении закона, представлен и работает уже 3 года. Скоро будет. Вы понимаете, в каком состоянии оказалась гагаузская автономия? И кто за это ответит? И когда, Александр Ильич, вы говорите, и коллеги многие говорят, вот когда спрашивают, а что вы там хотите? Действительно, этот вопрос не только вам задают. Мне его тоже очень часто задают журналисты из Кишинева. А можете, госпожа Жекова, сказать, а что вот вы хотите как автономия? Вот ответа на этот вопрос нет. Потому что сегодня реалии такие, что Гагаузия запуталась или заблудилась в конфликтных каких-то историях, спровоцированных играми политиков. Внешние они находятся где-то, либо они изнутри тоже есть. Вы понимаете, что, мне кажется, это очень сложный процесс. Клубок вопросов, да?
Клубок вопросов. Клубок еще. вопросов. Но явно, что здесь есть силы, которые, я соглашусь с Денисом, есть силы, которые не хотят проведения этих выборов, которые хотят затянуть эту ситуацию дальше и которых даже не пугает, извините за этот глагол пугает, 7 июля, когда может быть принято решение, о котором, мне кажется, очень хорошо вы это объяснили, Александр Дмитриевич, спасибо. Вы объяснили, что если до 7 июля не будет принято такого решения, то тогда сложится впечатление, что если вы сами там не смогли, то тогда Конституционный суд распишет вам, что надо сделать, чтобы все-таки выборы провести и не нарушить Конституцию Республики Молдова и дать право гражданам, проживающим на территории автономии, выбрать себе депутатов Народного собрания и Башкала. Самое страшное, что часть депутатов, которые находятся в этом Народном собрании, обязательно будет и в следующем Народном собрании. Я почему-то в этом уверен. Вангами называют тех, которые представляют такие прогнозы. Но не надо нам таких прогнозов. Пожалуйста. В конечном итоге, да, это право наших граждан выбирать тех депутатов, Даже их, которые да. представляют их интересы. Но нужны Потому выборы. что среди них, надо отдать должное, я был свидетелем этого процесса, есть очень много достойных людей. Очень четкая там позиция. Это при всем том, что у них были споры, потому что, извините, что я там прервал, но одно из условий гагаузской делегации было отзыв от этих представлений из Конституционного суда. Это прямо-таки стоял вопрос, на что просто было разъяснение о том, что, извините, во-первых, мы не имеем там рычагов влияния на этот процесс, во-вторых, не мы инициировали, а Министерство юстиции и это их право. Понятно, что есть определенная политическая подоплека в этом, понятно, что Министерство юстиции там, но тем не менее ситуация была такова. И я для того, чтобы разрядить эту ситуацию, вышел именно с такими разъяснениями. Говорю, ребят, давайте покажем, что мы сами способны этот конфликт преодолеть. Мы сами способны его сегодня решить. И тогда это будет наглядным примером для Конституционного суда, кто скажет, ребята сами же решили этот вопрос, зачем нам вмешиваться в эти процедуры? И наоборот, когда мы не можем это сделать, а все к этому идет к этому, к сожалению. Хотя я верю, еще раз, здравый смысл, верю в том, что люди будут руководствоваться другими принципами, другими интересами, которые соответствуют интересам Гагаузии. Потому что это именно реальное полномочие, которое мы можем потерять. Все остальное полномочия, то, что мы говорим, это просто несерьезно. Мы тут, извините, я вам приведу такой пример. Господин Пацан тоже говорил о примере Южного Тироля, на модели, которая там создавалась в Гагаузии. Так я несколько раз, будучи в неправительственном секторе, инициировал там поездки в Южный Тироль. Для меня очень важно было понять несколько позиций, увидеть. И всех нас, без сомнения, интересовал вопрос, полномочия какие там. Главное слово. Эти полномочия, и все лишают полномочий, никто не может объяснить, какие полномочия их решают. Кто-то задал из наших коллег, были депутаты парламента, депутаты Народного собрания, с полномочиями. И вдруг представитель законодательного или представительного органа Южного Тироля говорит, что, знаете, мы 15 лет просили полномочия, связанные с открытием этого охотничьего сезона. Наши смотрят, говорят, это что, полномочия, что ли? А те говорят, конечно, полномочия. Почему? Потому что открытие связано с состоянием фауны, флоры. Мы должны знать, сколько можно дать лицензий для отстрела этого. То есть, это какая-то философия такая, покажется наши ждали, что полномочия будут лицензии на заправки, на сбор металлолома или что. То есть там, где есть деньги. А там, оказывается, люди абсолютно другим живут. Так потому люди и живут, потому что думают депутаты, они думают о людях, понимаете? Очень хорошо, что ездили, очень плохо, что не увидели то рациональное зерно, которое было в жизни. Там на самом деле очень много рациональных вещей было, потому что моя задача была, чтобы все поняли, как мы можем преодолеть или решить проблему изучения своего национального гагаузского языка, параллельно изучению румынского языка, потому что в этом регионе, особенно в регионе, где живут ладины, а их там немногие, более 20 тысяч, дети по окончанию школы свободно говорят ладинским языком, итальянским и немецким.
То есть это возможно, оказывается. Кроме этого, они еще английский изучают. И для меня важно было, да, чтобы представители системы образования, исполнительной власти, законодательной поняли, что это возможно. Для этого нужна лишь политическая воля, ну и, без сомнения, нужны ресурсы. Ресурсы, программы, стратегии там, Мы должны Но завершаться. Это решаемо абсолютно. Это решаемо, но эти вопросы даже не обсуждают наши депутаты Народного собрания Гагаузии. Пожалуйста. Одну секунду, я сейчас, как всегда, со своей ложкой дегтя. Мы здесь произносим несколько раз шор, ищем выход, и почему не получается, мы забываем, наверное, о главном, что шор – это не просто некая мифическая фигура. Шор здесь представляет интересы России. Россия не желает выпускать Гагаузию из сферы своего влияния. Вот в этом проблема. И когда сказал Денис о том, что у кого-то из нынешней региональной власти есть интерес как раз-таки ничего не делать до 7 числа, чтобы Конституционный суд там вынес решение о том, что выборы проводит Молдова, использовать это как новый повод для обострения ситуации. Меня, к сожалению, эта версия больше напрягла и вернула в начало нашей, к заголовку, к названию передачи, что точка невозврата или тупик, или что. То есть, смотрите, мы не просто говорим о том, почему эти выборы не проводятся, мы упускаем самое главное. Потому что эта власть, она полностью зависит от шора. И покуда Россия все-таки влияет на Гагаузию как на сферу, на тот регион, который хочет использовать для того, чтобы была усилена конфронтация с центром, я думаю, что где-то я вот недавно в своем посте написала, да, вчера, кстати, исполком вы будете поздравлять граждан Гагаузии с 36-й годовщиной независимости Молдовы, или вам шор не разрешил? Это смешно, но это на самом деле то, с чем мы сейчас пытаемся здесь разобраться и не можем разобраться, потому что это выходит за пределы того, что если им этого не позволяет, не скажем шор, а кто-то, неважно. Да, пророссийски ориентированная политическая сила, которая не желает выпускать Гагаузию именно из своего кулака, то мы действительно придем к тому, что 7 числа будет принято решение, что выборы проводит Молдова. А вот чем это для нас обернется, это уже совсем другая история. Над, посмотрите, извините, пожалуйста, что мы всегда склонны искать в этих ситуациях виноватых. И очень часто упускаем некоторые вещи, которые вот находятся... Возможно, то, о чем вы говорите, там, соответствовало действительности 2-3 года тому назад. Но люди, которые переняли вот эти схемы, вот эти, да, они увидели определенные преимущества. Поэтому сегодня не обязательно Российская Федерация может за этим стоять. Я вам объясню, почему. 2 недели тому назад, для меня это было тоже очень принципиально. Да. Я вдруг увидел, что в Камрад приехал посол Российской Федерации. И меня это, как человека, который смутило немного. Думаю, к чему это там? Ну, я по своим каналам просто стал выяснять, да, о чем был разговор, чтобы понимать. Так вы знаете, вот люди, которые участвовали в этом, сказали, что был очень сдержанная такая дискуссия. Даже где-то призыв подчиниться закону, провести выборы сами. И вот в этом смысле у меня тоже были определенные противоречия. Меня тоже постоянно смущало, что кто-то за этим стоит. А мне кажется, что у нас просто... Люди, которые сегодня находятся там в Народном собрании, исполкома, увидели вот в схеме, которая была навязана, да, реализована несколько лет тому назад, определенные преимущества. И сегодня их задача сохранить ту же схему, только найти под это финансовый ресурс. Может, давно этого уже мифического шора и не существует, там, или как вы сказали. Там. Но... Почему у нас, кроме Захарова, ни одно государство не комментирует еженедельно происходящее в Гагаузии? Какое дело Захаровой для того, чтобы... Я с вами абсолютно согласен. Все эти комментарии уже там... Ната, я хочу все же вернуть, мы должны завершиться уже, да. И я хочу вас вернуть к главной мысли, к некоторым мыслям, которые здесь были озвучены. Я, с вашего позволения... Вы хотели что-то сказать, Артем? Мы не можем не дать вам слово, потому что молодежь – это будущее. Говорите. Да, я хотел бы немножко спуститься с политическо-юридического уровня пониже и поговорить о молодежи. Смотрите, молодежь в принципе уезжает из Гагаузии. Сейчас отток очень большой. Наши ребята
имеют большие проблемы с самоидентификацией. У нас не говорят на гагаузском. У нас не видят, молодежь не видит будущего в принципе в Молдове. Почему наши депутаты Народного собрания не устраивают встречи с молодежью? Почему они им не объясняют ценность гагаузского языка? Почему они своим примером не показывают эту ценность? Опять же, не хочу лезть в политику, но почему в Кишиневе депутаты парламента встречаются с молодежью, проводят всяческие тренинги и объясняют ценность жить в Молдове, ценность вот этой самоидентификации. Почему этого нет? Почему наши депутаты занимаются только набивом своих карманов, продвижением своих бизнесов? Вот. Мне это интересно. Я хотел бы, чтобы выборы состоялись, чтобы Гагаузия не потеряла свои полномочия, чтобы это было в рамках закона Республики Молдова, и чтобы туда попали компетентные люди, которые будут заинтересованы в вовлечении молодежи в общественную жизнь Гагаузии и Молдовы. Вот, такое мне мнение. Спасибо. Мы обязательно пригласим сюда депутатов Народного собрания Гагаузии, и мы, наверное, это будем делать публично, пригласим, и также публично известим тех, кто не придет в нашу студию. Мы пригласим депутатов для того, чтобы поговорить именно о молодежной политике и значении молодежной политики и молодежи вообще, как минимум для законодательного органа. Ну, кстати, надо будет и сказать, власти. что мы сегодня тоже приглашали депутатов. Да, можно сказать, что мы приглашали депутатов, но депутаты не приходят. И спасибо Александру Григорьевичу, мы всегда в вашем лице имеем как минимум одно мнение, которое может квинтэссенцию того, что происходит в Народном собрании Гагаузии, нам сказать. Давайте в завершении этой дискуссии спасибо, но мы хотели бы попросить вас ответить на один вопрос. Вот мы говорили о ситуации, каждый высказывал свою точку зрения, кто хотел. Кто больше всего страдает от того, что есть вот такая ситуация в гагаузской автономии? Вот давайте просто каждый из вас, передавая микрофон, кому надо передать, передавая микрофон, скажите, ответьте на вопрос, кто, на ваш взгляд, больше всех страдает от вот этой ситуации, которая рождена, как мы понимаем, самими депутатами Народного собрания Гагаузии, и ими же не разрешается. Екатерина Федоровна, здесь ответ очевиден. Я думаю, что все одно. Жители Гагаузии. Вот. От этого страдают наши жители. Мы все разделяем этот ответ. Жители Гагаузской Согласен, автономии. имидж Гагаузии, да. Можно? Единственное, что жители Гагаузии не до конца понимают, насколько это зависит от той ситуации, в которую попала Гагаузия. Как обидно, когда ты читаешь, а я читаю, потому что на меня много подписано именно румыноязычные и живущие в Румынии. И когда пишут, что вы, гагаузы, еще не слезли с деревьев, извините меня, мы слезли с деревьев давно. У нас еще при королевстве Румыния были свои академики, которые учились и в Бухаресте в том числе. И почему нынешняя власть довела до того, чтобы нас всех сравнивали, я не хочу говорить это слово, на меня за него подали в суд, но с чем-то, что не имеет ни ума, ни образования, почему мы должны сейчас это все терпеть? У нас есть академики, врачи, писатели, музыканты, у нас есть такие люди, Наталья, и страдает не только люди с гагаузский гагаузского народ. происхождения возглавляли правительство Румынии Да, не один и раз. Сватул Цери, конечно. И почему мы сейчас... Нет, не Сватул Цери. Они были там. Я говорю о Ласкаре Катарджиеву, да, который 4 раза был премьер-министром Румынии. Я говорю Александру Авереску, мама которого имеет гагаузские корни, который 4 раза возглавлял, был главнокомандующий в Первую мировую войну. Мы можем говорить о нашем земляке из Камрате, первом председателе Сената современной Румынии, Александру Барладяну. Это все выходцы с нашего вот, региона. это имиджевая потеря, потому что у нас какая-то группа в исполкоме в Народном собрании не желает мирным путем решить эту проблему. А проблемы Не нет, просто как мы мирным поняли. путем, Её не желает, соблюдая законы, организовывать свою работу, Да. и не желает, соблюдая законы, найти компромиссные решения выхода Оно из уже этой найдено. ситуации. У меня сейчас одна мысль, опять же, по поводу Дениса высказывания, что, если вы помните, они ведь сказали, у них одно из требований было: разрешите нам провести последний раз эти выборы так, а когда уже будет новое народное собрание, по-другому. Ну, то есть, тут уже не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понимать, что это расходится с их интересами. Они это назвали прямым текстом: разрешите нам сейчас вот так, как было. То есть без ветинга.
А в Надо. следующий раз делайте, что Мне хотите. прям хочется на такой вот боли, звучащей здесь, в этой студии. Я убеждена, что и зрители наши ощущают эту боль. Сегодня здесь был очень искренний разговор тех людей, которые неравнодушны к тому, что происходит. И я очень признательна, господин Янак, вам, господин Стояноглов, вам и господин Тарнавский, вам, в первую очередь вам, потому что в обсуждении таких дискуссий невозможно без юристов, невозможно без тех людей, которые точно могут дать какое-то конкретное обоснование того или иного обстоятельства, обсуждающегося или принимающегося решения. Искренне вас благодарю, и в этой дискуссии на самом деле очень больно говорить. Мы не первый раз говорим о гагауской автономии, о том, что происходит. Очень больно говорить, потому что молодые люди, которые не в первый раз приходят в эту студию, по завершению наших Freedom Live ток-шоу мы всегда общаемся. И вот в этом продолжающемся общении, Александр Ильич, вы у нас впервые в студии, я хочу вам сказать, очень часто ребята говорят о том, что уже ничего не хочется. Когда это говорят люди нашего возраста плюс старше, это еще как-то можешь понять. Но когда это говорят молодые люди, очень огорчает, потому что это означает, что будущего такого колоритного, потенциальных молодых ребят, которые хотят здесь, которые могут, и у которых очень многое может получиться, они не верят в эту гагаузию. Имиджевые потери гагаузской автономии – это самый главный урон, который случился с гагаузской автономией. И теперь важно не потерять людей, которые уедут, и тогда будет очень сложно говорить о том. Лена Федоровна, я могу завершить. Еще раз благодарю, и мы все попросим еще раз. Александр Ильич, очень важно, чтобы вы пошли в зал заседания Народного собрания Гагаузии и на таком же доступном, очень понятном языке вашу позицию изложили. Я убеждена, что такое понимание, которое вы сегодня тут озвучивали, оно важно не только для тех людей, для которых мы делаем оно важно и депутатам. Может быть, знаете, как иногда бывает, что люди увлекаются какой-то своей одной риторикой, и нужно, чтобы кто-то их остановил. Мне кажется, что то, что вы говорили в этой студии, это очень отрезвляющее сегодня звучало, по крайней мере для меня. Вот мне мотают головами участники нашей студии. Ставим точку, Сергей. Так, всем вам хотим сказать огромное спасибо за интересную дискуссию. Надеемся, мы еще увидимся. Ну, не надеемся, мы обязательно еще с вами увидимся. Всем нашим телезрителям хотим сказать огромная просьба: обязательно подписывайтесь, отправляйте эти видео своим друзьям, коллегам. И надеемся, что депутат Народного собрания, который не приходит к нам в студию, посмотрит это видео и обязательно услышит точку зрения наших экспертов и наших депутатов. И напомним еще раз, что Гагаузмедиа – это территория, где выслушивается каждый, обсуждаются серьезные вопросы для того, чтобы больше понимать и чтобы видеть эту ситуацию такую, какая она есть, и помочь себе разобраться, чтобы принять правильные решения. Оставайтесь с нами.